Часть 7. Мост между науками, в коей сделана попытка объяснить описанное явление этногенеза путем сопоставления с данными смежных наук. В отличие от предшествующих, эта часть гипотетична, но любое другое объяснение было бы несовместимо с описанием характера этногенеза, сделанным ранее. Глава 27. Поле в системе. Этноценоз. До тех пор, пока этнографы строили классификации по видимым индикаторам, языку, соматическим признакам, расам, способу ведения хозяйства, религиям, уровням и характеру техники, пропасть между суперэтносами и этносами казалась незаполнимой. Но как только мы переносим внимание на системные связи, то она исчезает. Место описательной этнографии занимает этническая история, фиксирующая как устойчивые взаимоотношения между разнообразными элементами суперэтнической системы, так и ее взаимодействие с соседними системами. И тогда оказывается, что то, что считалось абстракцией, существует, и оно весомо и действенно. Значит, такие термины, как эллинская культура, включающая Македонию и Рим, мусульманский мир, европейская цивилизация, распространившаяся по другим континентам, Срединная империя, Китай, этнически крайне мозаичная страна, или кочевая евразийская культура, тюрки и монголы, не просто слова, а обозначение технически овеществленных и социально оформленных совокупностей этнических целостностей, стоящих на один порядок выше тех, которые доступны этнографам-наблюдателям. Очевидно, что в эпоху, предшествовавшую возникновению письменности, этнические целостности этого порядка возникали не менее часто и проходили те же фазы развития, оставляя после себя памятники из кремневых отщепов, мусорных куч и осколков керамической посуды, а иногда и сохраняясь как племена в труднодоступных джунглях или на отдельных островах. Но если так, то многие изоляты, считавшиеся находившимися на ранних ступенях цивилизации, при крайне низком уровне техники являются конечными, а не начальными фазами этногенезов. Таковы, например, пигмеи тропических лесов Африки, аборигены Австралии, палеоазиатские этносы Сибири, огнеземельцы, горцы Памира. Сноска. Рычков. Антропология и генетика изолированных популяций. Древние изоляты Памира. Москва, 1969 год. Алтухов-Рычков. Популяционные системы и их структурные компоненты. Генетическая стабильность и изменчивость. Журнал общей биологии, 1970 год, том 31, номер 5. Страницы 507-526. Конец сноски. Степень адаптации к природным условиям у них настолько велика, что она позволяет им поддерживать существование в составе биоценоза, не прибегая к усовершенствованию орудий труда и оружия. Однако эта система взаимоотношений с природой и этническим окружением налагает ограничения на прирост населения. Это особенно заметно в Новой Гвинее, где еще недавно папуасский юноша получал право иметь ребенка не раньше, чем он принесет голову человека из соседнего племени, узнав его имя, потому что число имен строго лимитировано. Таким путем папуасы поддерживали свое равновесие с природными ресурсами населяемого ими района. Это близкий нулю уровень пассионарности. В прочих отношениях они не уступают динамическим народам.
Как правило, персистентные этносы составляют устойчивые системы, включающие в себя, кроме людского поголовья, известное количество элементов живой природы и технически организованного костного вещества. Это значит, что в этноценоз, так мы называем сложный комплекс, описываемый нами, входят наряду с людьми те или иные домашние животные, оккультуренные растения и вещи как предметы обихода. Эскимосы немыслимы без собак и каяков, даже если они подвешивают к последним лодочные моторы внутреннего сгорания. Тунгусы связаны с оленями и лайками, арабы — с верблюдами, индейцы Пуэбло — с початками маиса и так далее. Нарушение этноценоза, если оно невелико, только деформирует этнос, а если достаточно велико — разрушает. Иногда, но далеко не всегда, разрушение этноценоза вызывает вымирание этноса, а вместе с тем и связанных с ним животных и растений. Часто уничтожается только система, а компоненты ее входят в состав других этносов и этноценозов. А бывает и так, что при полном вымирании этноса и нарушении этноценоза продолжает наблюдаться повторяемость этногенезов с некоторыми отклонениями от первоначального типа. Это называется преемственностью культуры. Так ритмы римской культуры продолжали ощущаться во всей Европе много веков после того, как исчез римский этнос, и вслед за тем погибла Римская империя. Но если так, то мы наткнулись на понятие этнической инерции, а ведь инерция — явление физическое. Да и как может иметь место инерция тела, переставшего существовать? Очевидно, в нашем анализе чего-то не хватает. Значит, нужно ввести новое понятие. И, забегая вперед, скажем прямо, в природе существует этническое поле, подобное известным электромагнитным, гравитационным и другим полям, но вместе с тем отличающееся от них. Проявляется факт его существования не в индивидуальных реакциях отдельных людей, а в коллективной психологии, воздействующей на персоны. Этническое поле. Принцип поля осуществляется в жизни индивида и вида универсально, во всех ее проявлениях и на всех этапах. Но нетрудно видеть, что сами эти проявления подразделяются на две категории. Одни из них обнимают процессы развития вида, то есть перехода латентной потенциальной формы его существования в развернутую актуальную. Другие заключаются в поведении элементов органического целого, особи, колонии, вида, обеспечивающим его существование, его целостность, жизненное единство, как такового, и сохранение его формы. В обоих случаях имеет место координированное действие многочисленных элементов целого, то есть проявляется принцип поля, но в процессе развития его объект, индивид, формируется, то есть непрерывно изменяется как морфологически, так и физиологически. В соответствии с этим и поля развития, эмбриональные или морфогенные поля, отличаются динамичностью. В каждый данный момент любое поле развивающегося органа или молодой развивающейся особи отлично от того, каким оно было в момент предшествующий. В противоположность этому поля регулируют поведение элементов органического образования, обеспечивающее сохранение его целостности, относительно статическое, обусловленное наличием типа данной группы. Но ясно, что свойственное высшим таксономическим группам единство не может не распространяться на другие стороны их бытия.
Для нас это единство манифестируется не только через форму, но еще и через поведение этих групп в эволюционном процессе, в котором они участвуют, каждая как нечто целое и единое. Об этом достаточно ясно свидетельствует наличие закономерностей эволюционного процесса, не только общих для всех или для большинства организмов, но также и таких, которые характерны для отдельных групп. Из факта целостности групп и из их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс. Поля эти можно назвать филогенетическими, поскольку свойства того или иного типа группы являются ее наиболее полной характеристикой. Мы можем видеть сущность эволюционного процесса в эволюции типов групп. При этом понятие типа приобретает динамическое значение, тогда как до сих пор оно употреблялось в статическом понимании. Сноска. Приведенное здесь положение биологии – результат бесед автора с доктором биологических наук Кузиным, которому я приношу благодарность за советы и разъяснение проблем сугубо специальных. Лев Гумилев. Конец сноски. Итак, занятия историей, этнографией и даже психологией позволили вернуться к природоведению в полном смысле слова. Поскольку люди входят в биосферу Земли, они не могут избежать воздействия биохимических процессов, влияющих на их подсознание или сферу эмоций. А эмоции не в меньшей степени, чем сознание, толкают людей на поступки, которые интегрируются в этногенные и ландшафтные процессы. В результате возникает пассионарное поколение, утрачивающее инерцию пассионарности из-за сопротивления среды и переходящее к реликтовому состоянию этноландшафтного равновесия, нарушаемому новым пассионарным толчком, то есть микромутацией. Наиболее отчетливо надиндивидуальное поведение проявляется в коллективных действиях общественных животных. В человеческом обществе действия коллектива определяются сознательно поставленной этим коллективом или его вожаком целью. Руководствуясь этой целью и имея определенный план ее достижения, люди воздвигают города, развивают разные отрасли хозяйства, распределяют добываемые средства к существованию и тому подобное. Общественные насекомые также строят общие для всей колонии жилища, совместно добывают и распределяют пищу, воспитывают потомство и тому подобное. Сущность надиндивидуального поведения у животных не имеет ныне достаточной научной трактовки, его часто называют инстинктивным, но что разъясняют эти эпитеты? Теория естественного отбора дает ответ на вопрос о происхождении как инстинктов, так и вообще всех свойств организмов. Но, во-первых, объяснение с точки зрения этой теории данных явлений так же малоубедительно, как и объяснение с ее помощью всего процесса эволюции. А во-вторых, знание происхождения какого-либо явления самого по себе недостаточно для понимания его сущности. Да мы и не будем пока пытаться точно определить природу надиндивидуального поведения и решать вопрос о происхождении инстинктов. Возможно, что в настоящее время у нас не только нет необходимых для этого фактических данных, но даже не выработаны и сами понятия, которыми надлежит оперировать в этой области. Но это не мешает нам собирать относящиеся сюда факты, классифицировать их, отмечать наблюдающиеся закономерности и пытаться истолковать их, исходя из принимаемых нами общих положений. Применяя принцип поля,
ко всем проявлениям жизни индивида и вида, мы конкретно представляем себе объекты действия этого поля. Реальность индивида очевидна решительно каждому человеку. Реальность вида воспринимается не так непосредственно. Однако бессознательно ее признают не одни только биологи, поскольку понятия, обозначающие виды, как, например, собака, ворона, гадюка, лещ, распространены даже в быту. Вид, как реальность, манифестируется благодаря своему единству. Но для всякого, кто использует методы систематики, очевидно, что реальностями являются не только виды, но также этносы, поскольку они существуют в историческом единстве и им присуща общность исторической судьбы. Ритмы этнических полей. Концепция роли этнического поля изложена здесь так подробно, потому что, будучи перенесена в этнологию, она решает наиболее сложные проблемы. Необходимо условиться о значении используемых нами терминов. Эти термины, даже если они в деталях не совпадут с принятыми в смежных науках, пояснят читателю мысль автора, поскольку такое понимание необходимо для дальнейшего разбора сюжета. Скажем так, поле организма — это продолжение организма за видимые его пределы, а, следовательно, тело — та часть поля, где частота силовых линий такова, что они воспринимаются нашими органами чувств. Ныне установлено, что поля находятся в постоянном колебательном движении с той или иной частотой колебаний. Сноска. Акинщикова. Соматическая и психофизиологическая организация человека. Ленинград, 1977 год. Страница 94. Конец сноски. Эти колебания, то есть вибрационные раздражители, имеют ту особенность, что беспрепятственно передаются из одной среды в другую и имеют общий характер распространения в твердой, жидкой и газообразной средах. Вибрации воздушной среды в полосе от 16 до 20 тысяч Герц воспринимаются человеком как звуковые раздражители. Для восприятия собственно вибраций в организме нет специального рецепторного органа, пишет Акинщикова, и далее приводит данные о режиме нормальных вибраций для внутренних органов и о неврологических и физиологических нарушениях, возникающих при продолжительном воздействии вибраций на организм. К кругу вибраций, влияющих на человека, относятся колебания активности органов, суточные, месячные, годовые, многолетние, обусловленные влиянием Солнца, Луны, изменениями геомагнитного поля и другими воздействиями внешней среды. Сноска. Акинщикова. Соматическая и психофизиологическая организация человека. Страница 99. Конец сноски. Одного этого наблюдения достаточно для интерпретации всего собранного этнологического материала. Только за эталон исследования нужно будет принять этническую систему, то есть перейти с организмического уровня на популяционный. Исходя из приведенных данных, ясно, что определенная частота колебаний, к которой система, в нашем случае этническая, успела приспособиться, является для нее с одной стороны оптимальной, а с другой – бесперспективной, так как развиваться ей некуда и незачем. Однако ритмы эти время от времени нарушаются толчками, в нашем случае
пассионарными, и система, перестроенная заново, стремится к блаженному равновесию, удаляя элементы, мешающие данному процессу. Таким образом, на уровне этноса наблюдается причудливое сочетание ритмов и эксцессов, блаженства и творчества, причем последнее всегда мучительно. И еще, говоря о вспышках этногенезов в разных регионах, мы отвергли ритмичность этих явлений не из общефилософских соображений, а просто потому, что гипотеза ритмичности противоречила наблюдениям. Но колебания этнического, так мы его будем называть для удобства изложения, поля с той или иной частотой можно приравнять к ритму, интенсивность которого меняется в течение процесса этногенеза. Попробуем пояснить это. Струна или камертон начинает звучать после щипка, но колебания ее постепенно слабеют, и звук смолкает, а если ее щипнуть снова с другой силой, то она снова зазвучит, но сильнее или слабее. А так как буквальных совпадений не бывает, и в натуре-то звучит не одна струна, а громадный оркестр с акустикой зала, то все этнические поля не похожи друг на друга, хотя и подчиняются одной закономерности — затуханию первоначального импульса, возникшего вследствие эксцесса, микромутации. Это объяснение, даже если считать его недоказанным индуктивно, подтверждается тем, что объясняет все известные факты, а это в естественных науках признается необходимым и достаточным. Описанное этническое поле или феномен, ему равноценный, мы воспринимаем как этническую близость или, наоборот, чуждость. Принцип, характерный для всех этносов, противопоставление себя всем прочим, мы и не мы, находящиеся в непосредственном ощущении, с предложенной точки зрения может быть истолкован просто. Когда носители одного ритма сталкиваются с носителями другого, то воспринимают новый ритм как нечто чуждое, в той или иной степени дисгармонирующее с тем ритмом, который присущ им органически. Новый ритм может иногда нравиться, но несходство фиксируется сознанием как факт, не имеющий объяснения, но и не вызывающий сомнения. А проявляются ритмы этнического поля в стереотипе поведения, как уже было сказано, неповторимым. Видимо, именно благодаря наличию этнического поля не рассыпаются на части этносы, разорванные исторической судьбой и подвергшиеся воздействию разных культур. Они даже могут регенерировать, если устранить причины, нарушившие первоначально заданный ритм этнического поля. Отсюда же, между прочим, вытекает объяснение явления ностальгии. Человек, заброшенный в среду чужих, пусть даже симпатичных людей, ощущает странную неловкость и тоску. Но эти чувства ослабевают, когда он находит соплеменников, и исчезают при возвращении домой. При этом не имеют значения ни климатические условия, ни наличие комфорта. Предложенная интерпретация снимает сомнения по поводу первичности восприятия этноса. Поскольку в основе этнической общности лежит биофизическое явление, то считать его производным от социальных, экологических, лингвистических, идеологических и тому подобное факторов нелепо. И теперь мы можем ответить на вопрос: почему безнациональны, то есть внеэтничны, новорожденные дети? Этническое поле, то есть феномен этноса как таковой, не сосредоточивается в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с матерью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле.
Пребывание в нем формирует его собственное этническое поле, которое потом лишь модифицируется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом. Но поле в начале жизни слабое, и если ребенка поместить в иную этническую среду, перестроится именно оно, а не темперамент, способности и возможности. Это будет воспринято как смена этнической принадлежности, в детстве происходящая относительно безболезненно. Личность человека формируется на протяжении первых 3-5 лет жизни. По утверждению Макаренко, ребенок, неправильно воспитанный до 5 лет, требует перевоспитания. Орбели создал экспериментально обоснованную теорию о дозревании безусловных рефлексов уже после рождения ребенка под влиянием внешней среды. Сноска. Симонов. Высшая нервная деятельность человека. Москва, 1975 год. Страницы 31-32. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. И очень опасно отчуждение ребенка младше 3 лет от матери, точнее, от человека не столько кормящего, сколько ласкового, внимательного, доброго. Такая разлука часто ведет к снижению интеллекта, аномалиям социального поведения, повышенной уязвимости и агрессивности. Ясно, что здесь действует не генный аппарат, а биополя ребенка и взрослого, взаимодействующие при общении. Сказанное справедливо не только для персон, но и для систем высшего порядка этносов. Этническое поле и этногенез. Ранее мы объяснили лишь 2 способа возникновения этносов – путем дивергенции и путем слияния. Теперь речь пойдет о самом главном моменте – о творческом становлении, о неперестановке слагаемых. Мы отметили, что пусковой момент этногенеза всегда совпадает с резким подъемом уровня пассионарного напряжения. Прибегая к метафоре, можно сказать, что реакция синтеза идет лишь при высоком энергетическом накале, когда первичные компоненты, этнические субстраты, теряют на миг структуру и вновь кристаллизуются в небывалых дотоле сочетаниях. Такие периоды накала мы констатировали во II веке нашей эры, когда создалась византийская целостность, в VIII веке, когда одновременно образовались мусульманский суперэтнос, тибетский и северокитайский этносы, в IX веке, когда сложились европейские средневековые нации, в XII веке с рождением монгольского и джурдженского этносов, в XIV веке, когда появились великороссы. Каждому появлению, очевидно, предшествовал инкубационный период, но вскрыть и описать его путем изучения видимой истории невозможно. Однако, установив закономерность, мы вправе сделать логическое заключение, что не только зафиксированные исторические этносы возникли таким образом, но и те древние этносы, которые либо сохранились как реликты, либо только упомянуты в древних источниках. Следует помнить, что история человечества освещена неравномерно. Но если нам неизвестны динамические процессы этногенеза палеоазиатов, туэльчей, патагонцев, меланезийцев или койсанцев, готтентотов и бушменов, то считать, что у них не было своей акматической фазы, нет оснований. Наоборот, на основании установленной нами закономерности следует полагать, что все этносы имели свой героический век и свой расцвет.
Но жестокое время унесло память об этих эпохах, ибо там, где традиция прервалась и нет расшифрованной письменности, традиционная историческая методика бессильна. Поэтому ограничимся тем, что сделать возможно, необходимо и чего для наших целей достаточно. Эти и множество аналогичных явлений невозможно объяснить, исходя из предпосылки целесообразности поведения и, следовательно, наличия сознательного выбора своей судьбы. Здесь мы сталкиваемся с подсознательными, стихийными процессами, детерминирующими, разумеется, статистически поведение этнических масс. Ритмы полей китайского и кочевого суперэтносов столь разнились, что дружеский контакт между ними, даже диктуемый политическими соображениями, никогда не бывал прочным и продолжительным, и это не случайно. При сочетании данного ритма с другими теоретическими может возникнуть либо гармония, либо дисгармония. В первом случае происходит этническое слияние, во втором нарушается ритм одного или обоих полей, что нарушает и их связи и ведет к своего рода аннигиляции. Но когда происходит пассионарный толчок или взрыв, поля с нарушенными связями теряют присущие им ритмы и приобретают новый, которого до сих пор у них не было. Характер нового поля зависит и от силы толчка, мутации, и от ландшафтных условий региона, и от генетического кода входящих в него популяций, и от уровня социального развития, и от устойчивости культурных традиций, и от этнического окружения, либо инертного, либо резко враждебного. Можно насчитать еще много определяющих моментов, но здесь мы не будем бегло и походя описывать пассионарные толчки и их последствия, потому что это целесообразно сделать отдельно. Этногенез — сначала усиление, обычно непродолжительное, а потом постепенное затухание колебательного движения, а этнические контакты — интерференция вибраций этнических полей. А ведь вся этническая история состоит из взлетов и падений. Итак, этногенез — это природный процесс биосферы, возникающий иногда и являющийся одним из компонентов этнической истории наряду с тремя постоянно действующими факторами. Первое. Социально-политическим, ибо люди всегда устанавливали определенный порядок взаимоотношений в своем коллективе. Второе. Техническим, ибо нет и не было человека без орудий труда. Третье. Географическим фактором, ибо средства к существованию черпаются из окружающей природы, а поскольку ландшафты Земли разнообразны, то разнообразны и экосистемы, включающие людей. Этих трех параметров достаточно, чтобы охарактеризовать любой гомеостатический этнос, но динамика этногенеза идет за счет четвертого фактора – пассионарного толчка, возникающего иногда на определенных участках земной поверхности и порождающего не один этнос, а группу этносов, именуемую суперэтносом, то есть систему, в которой отдельные этносы являются блоками, звеньями и подсистемами. Природа суперэтноса. Но все-таки чем определяется близость членов суперэтнической системы между собою? Почему они способны вступать друг с другом в творческие связи и не могут их расширить за определенные пределы, отделяющие один суперэтнос от другого? Как мы видели, несоответствия разных суперэтносов настолько велики, что принудительное сочетание их ведут к демографической аннигиляции. Иными словами,
Как бы ни восхищались французские рыцари нравами арабов, образованностью греков, мужеством кельтов или литовцев и неукротимой энергией куманов-половцев, в регионах контактов появлялись только этнические руины. Образно говоря, если два массивных твердых тела при соприкосновении создают трение, то вокруг сыплется труха, которую уже невозможно вернуть в прежнее физическое состояние. Процессы деструкции при контактах на суперэтническом уровне необратимы. Так, но ведь и внутри суперэтноса наличествует разнообразие. Первое – социально-экономических структур. Второе – рас первого или второго порядка. Третье – языков. Четвертое – обычаев и бытовых обрядов. Пятое – религий. Разберем все эти частные признаки последовательно, ибо постоянно возникает стремление принять тот или иной внешний признак за глубинную сущность явления. Христианский мир в конце XII века пользовался многими языками: французским, провансальским, кастильским, галисийским, он же португальский, баскским, бретонским, тосканским, неаполитанским, общеитальянского тогда не было, саксонским в Южной Англии и норвежским в Англии Северной, разными диалектами немецкого, датским, шведским, польским, чешским, венгерским и латинским. Даже в одном большом герцогстве или маленьком королевстве жили люди, у которых были разные родные языки, но это не мешало им общаться друг с другом. Они выучивали языки соседей или использовали латынь как язык культуры и религии. Также в мусульманском мире бытовали арабский, персидский, тюркские диалекты, сирийский, курдский. В Византии в одном лишь Константинополе говорили на греческом, армянском, славянском и саврийском языках, а писать старались на древнегреческом. Сноска. Поэты ухитрялись писать на 2-3 языках или на каких-то гибридных, включавших их элементы. Конец сноски. Вывод из этого однозначен. Как мы уже видели, язык не является этническим признаком, а, следовательно, различие языков не мешает взаимному общению. Говорить о единой экономической структуре суперэтноса XII века нелепо, так как большая часть населения жила натуральным хозяйством, следовательно, в контактах с соседями не нуждалась. Самые оживленные экономические связи имели место на окраинах, именно там, где происходило взаимоуничтожение. Довольно интенсивной была экономическая жизнь в городах, но здесь имел место отрицательный прирост населения. В скученности и антигигиенических условиях любые инфекции уносили множество жизней, но города снова наполнялись выходцами из деревень. Расы, складывающие суперэтносы, были весьма различны, а сочетания их случайны. В крестовый поход шли вместе голубоглазые блондины из Нормандии, Саксонии, зеленоглазые шатены из Бургундии, чернявые сухощавые провансальцы, носатые итальянцы, потомки сирийцев, заселивших Ломбардию еще во времена Римской империи, и испанцы, которых не всегда можно было отличить от арабов. В рядах мусульманских воинств сражались бок о бок туркмены и суданские негры, хамиты из ущелий Атласа и курды со склонов Арарата. А сами арабы с пышными бедуинскими генеалогиями имели матерей или бабушек грузинок, гречанок, итальянок, сагдиек, индусок, черкешенок и абиссинок. Нет, расовый состав показывал лишь размах завоеваний, а отнюдь не антропологическую монолитность суперэтноса. Сходства культур или информационных коммуникаций тоже не было. Сноска.
Информационные коммуникации. Терминология Арутюнова и Чебоксарова. Работа Арутюнов-Чебоксаров. Этнические процессы и информация. Природа. 1972 год, номер 7, страницы 58-63. Конец сноски. Этому мешали отчасти социальные перегородки и характер деятельности, а потом территориальная разобщенность. Мальчик, готовивший себя в рыцари или латники, должен был с 6 лет упражняться в фехтовании и верховой езде, иначе он погиб бы в первой же битве. Желавший стать священником зубрил латынь, подмастерье гнул спину над тканью или обстругиванием планок для бочки, крестьянин пас коров и обрезывал виноград. Все были так заняты своими делами, что им некогда было болтать друг с другом. Да и профессиональные интересы их были столь различны, что потребность в информационных коммуникациях была ничтожна. И если англичан Нортумберленда занимали набеги шотландцев, то обитатели Кента или тем более Бордо о них и думать не хотели, хотя король у тех и других был один. А халифат распался на территориальные эмираты, с легкостью удививший самих арабов, хотя связь между учеными этих суверенных государств не была нарушена. Но разве теология и философия определяют общность этноса? Кроме того, беседовать стоит лишь тогда, когда встречаются разные мнения, но тогда возникают прения и раздоры. Таким был спор Бернарда из Клерво и клюнийских монахов против Пьера Абеляра и парижских студентов. Однако это не разорвало целостности христианского мира. Бернард сумел добиться очищения католической церкви от безграмотных священников, распутных епископов и поднял 2 королей на крестовый поход: французского Луи VII и немецкого Конрада III. Абеляр подарил католической церкви философскую систему, концептуализм, одного папу, Целестина II, одного ересиарха Арнольда Брешанского, 12 кардиналов и 50 епископов. Будучи отлучен от церкви, Абеляр удалился в монастырь своих противников Клюни, где и умер в 1142 году, примирившись со своими гонителями. Так что же считать сгустком коммуникаций? Ссору вплоть до костра или молчаливое согласие перед лицом силы? Или проще, пресловутые информационные связи не фактор этногенеза, а индикатор принадлежности к одной из противоборствующих сторон? Еще более грозной была дискуссия, поднятая в Северной Африке в том же XII веке берберским теологом Ибн Тумартом против туарегских марабутов-отшельников о единстве Божием. Простодушные и невежественные люди понимали подобие Бога человеку буквально, в том смысле, что у Бога есть руки, лицо и так далее. Ибн Тумарт заявил, что рука его Аллаха — одно из его свойств, в данном случае действие, а лик его — одно из его свойств, например, слуха, зрения. А что такое эти руки на самом деле, находится за пределами человеческого разумения. Сноска. Мюллер. История ислама в 4 томах. Том 4. Санкт-Петербург. 1896 год. Страница 228. Конец сноски. Тут-то бы, казалось, и наладить коммуникативную информацию. Так нет. Поборники единства, альмохады, перерезали многобожников, альморравидов.
Вряд ли причиной кровопролития можно считать теологическое несогласие, мало кому понятное. Просто берберы боролись с туарегами, как, впрочем, и принято считать. Спор о божественных атрибутах не затихал в мусульманской теологии на протяжении тысячелетия, но он не всегда приводил к кровавым последствиям. И наоборот, упорные и истребительные войны возникали и велись под другими лозунгами, например, в защиту права потомков Али и Фатьмы на престол халифа. Следовательно, здесь дело не в ученых формулировках, а в чем-то другом, что и надлежит отыскать. Но если мы отбросили все видимые причины мономорфизма этносов, то чем же можно объяснить единообразность процессов этногенеза при несхожести систем между собою? Очевидно, должен быть инвариантный фактор. Да, он есть. Назовем его так. Констелляция пространственно-временных энергетических соотношений, деформирующая этнические субстраты региона. А затем объясним, что это значит. Представим себе широкий поднос с негладким дном, на одном краю которого насыпаны грядой шарики разного размера и веса. Толкнем неширокой лопаткой эту гряду шариков. Задетые покатятся с разной скоростью, прочие останутся на месте. Покатившиеся постепенно остановятся и образуют новую причудливую фигуру. Если же мы толкнем снова в другом месте, то фигура будет другая из-за несходства объема шариков, их инерции и неровной поверхности, по которой они движутся. Но и новая фигура будет следствием толчка. Это образ или схема, а теперь обратимся к действительности. Пассионарный толчок, микромутация, захватывает определенный регион и придает находящимся там этносам движение, затухающее вследствие потери пассионарности, признак которой удаляется отбором. При начале движения возникают новые системы, по отношению к которым старые этносы играют роль субстратов. Все затронутые толчком этносы данного региона перестраивают свое отношение к кормящему ландшафту и этническому окружению соседям, что создает видимое разнообразие. Но поскольку все они получили один и тот же импульс, они обнаруживают черты сходства, катятся в одну сторону. Это их и объединяет в суперэтнос. Но можно ли сопоставить суперэтнос с культурным кругом или идеологической концепцией, возникающей одновременно с пассионарным толчком? Такая мысль напрашивается, но это соблазн. Концепции, философемы, эстетические каноны, нормы этики и тому подобное не явление природы, а дело умов человеческих. Подобно вещам, изготовленным руками людей, эти ценности, называемые духовными, либо сохраняются, либо разрушаются беспощадным временем, и хотя они распространяются путем проповеди куда быстрее, чем мигрируют создавшие их этносы, деформация их на новой почве неизбежна. Достаточно двух примеров. Христианская доктрина к V веку путем проповеди распространилась от Индии до Ирландии и от Кавказа до Эфиопии включительно. И везде восторжествовала. Но сходство, достигнутое путем героических свершений и жертвенных проповедей, ограничивалось сферой догматики, деталями богослужения, да бродячими литературными сюжетами, например, легендой о Граале. И эта близость была лишь моментом при пассионарном пике, а потом все пошло вразброд. Египет, стремясь к духовной самостоятельности, стал
монофизитским. В Месопотамию под защиту иранского шаха ушли несториане. Сам собой отвалился Рим, возглавивший новый суперэтнос, а в Аравии ислам объединил в себе все ереси, гонимые в Византии, и удачно синтезировал их в исповедание, ставшее символом самоутверждения арабов. Культурная преемственность налицо, но природный процесс пронесся мимо нее, смыв все плотины, созданные людьми. Аналогична судьба буддийской проповеди. Это учение исчезло на своей родине Бенгалии, а на Цейлоне, в Японии, Китае, Тибете, Сиаме и Монголии приняло формы столь различные, что даже догматическая основа была утеряна. Сохранилась только терминология и имя Будды Шакьямуни. Впрочем, этот человек почитается и христианами, как святой царевич Иоасаф. Опять, как в примере с Граалем, культурное влияние не знаменует этнической близости. Итак, инвариант суперэтноса лежит в сфере географии и определяется сочетанием импульса пассионарного толчка и ландшафтных особенностей региона. Если же толчком затронуты 2, 3, 4 региона, разделенных географическими барьерами, тогда появляется и соответствующее число суперэтносов, не связанных друг с другом. Однако, будучи одинакового возраста, эти суперэтносы развиваются синхронно, в отличие от прочих, появившихся ранее или позже. Тогда возникают коллизии, описанные нами и подобные им. Субстратами для нового этноса являются и соседние этносы, не затронутые пассионарным толчком. Этническое окружение всегда влияет на характер этногенеза в любой фазе, за исключением гомеостаза. Следовательно, каждый новый этнос вторичен по отношению к предшествовавшим этносам на его территории и существующим вокруг нее. Вместе с тем появление нового этноса неизбежно накладывает отпечаток на соседние этносы и их развитие, даже если оно не оборвано активностью вновь появившегося этноса. Механизм этнического развития сложен, но принцип его должен быть ясен. Нет, не только выгоды и материальные блага формируют стереотип поведения людей. Их любовь и ненависть в значительной мере связаны с подсознательной стихией психики, благодаря чему слова «свой» и «чужие» не абстрактные понятия, а ощущения действительно существующих этнических полей и ритмов. Вот почему существуют этносы и их скопления суперэтносы по 1000 лет и не рассыпаются, как карточные домики от случайных дуновений или потрясений. Но когда исчезает пассионарность, то есть сила, колеблющая этническое поле, симфония смолкает, и этнос или суперэтнос рассыпается сам от собственной тяжести. Химеры. Часто бывает так, что этносы прорастают друг через друга. Внутри одного суперэтноса это не вызывает трагических последствий, но на суперэтническом уровне такие метастазы создают химерные композиции, ведущие к гибели. Сноска. Химера – демон с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона – в переносном смысле сочетание элементов органически несоединимых. Конец сноски. В схеме механизм процесса таков. Возникшая вследствие толчка суперэтническая система тесно связана с природой своего региона. Ее звенья и подсистемы, этносы и субэтносы, обретают каждый для себя экологическую нишу.
Это дает им всем возможность снизить до минимума борьбу за существование и обрести возможность для координации, что, в свою очередь, облегчает образование общественных форм. Кровь и при этой ситуации льется, но не очень, и жить можно. Но если в эту систему вторгается новая чужая этническая целостность, то она, не находя для себя экологической ниши, вынуждена жить не за счет ландшафта, а за счет его обитателей. Это не просто соседство и не симбиоз, а химера, то есть сочетание в одной целостности двух разных, несовместимых систем. В зоологии химерными конструкциями называются, например, такие, которые возникают вследствие наличия глистов в органах животного. Животное может существовать без паразита, паразит же без хозяина погибает. Но, живя в его теле, паразит соучаствует в его жизненном цикле, диктуя повышенную потребность в питании и изменяя биохимию организма своими гормонами, принудительно вводимыми в кровь или желчь хозяина, или паразита-носителя. В этом отличие химерности от симбиоза. При симбиозе, например, рак-отшельник носит на своей скорлупе актинию, защищающую его от врагов. Актиния же, передвигаясь на раке, находит больше пищи. При симбиозе на суперэтническом уровне оба компонента питаются дарами природы и сосуществуют, что не исключает эпизодических конфликтов. Но все ужасы суперэтнических столкновений при симбиозе меркнут перед ядом химеры на уровне суперэтноса. Но уже метисация на уровне этноса или субэтноса может породить либо ассимиляцию, либо реликтовый субэтнос, что летальных результатов не дает. Естественно, что крепкие, пассионарно напряженные этнические системы не допускают в свою среду посторонние элементы. Поэтому до XII века в Западной Европе химерные конструкции встречаются редко. Зато они появляются в начале XIII века. В качестве примера можно привести государство, созданное орденом меченосцев Прибалтики, проводившим военные операции при участии воинственных ливов и кормившимся за счет обращенных в крепостное состояние леттов и куров. Ни ливам, ни леттам не была нужна кровавая война с псковичами и литовцами, но они оказались в системе, где чужеземцы ими помыкали, а деваться было некуда. Поэтому приходилось класть головы на чужое дело. Другой пример маргинальной пограничной химеры – Болгария. Около 660 года орда булгар под предводительством Аспаруха, вытесненная хазарами из родных кавказских степей, захватила долину Дуная, населенную славянами. Болгары были представителями степного евразийского суперэтноса. Их симбиоз со славянами в течение почти 200 лет являлся химерной системой. Но болгар было немного, и часть их рассосалась в славянской среде, а часть осела в Добрудже и Бессарабии, то есть на окраине страны. Сноска. Артамонов. Болгарские культуры Северного и Западного Причерноморья. Ленинград, 1970 год. Страницы 12-13. Конец сноски. В 864 году ославяненный болгарский царь Борис принял крещение, что ознаменовало вхождение его народа в тот суперэтнос, который мы условно назвали византийским. Но это только увеличило число элементов и без того неорганичной этносистемы. Вместе с греческим православием в Болгарию пришло малоазийское маркианитство,
и богумильство, благодаря чему идеологический разброд внутри страны усилился. Война с Византией принимала все более жестокие формы, пока не закончилась падением болгарского царства в 1018 году. Лишь в 1185 году болгар освободили вожди валахов Осени при помощи евразийских кочевников-половцев, находившихся в симбиозе с болгарами и валахами. Одним из элементов частичного этнопаразитизма является институт работорговли. Обращение в неволю другого человека имеет своей необходимой предпосылкой убежденность в том, что он иной, нежели рабовладелец. Для египтян и англосаксонских плантаторов это негр, для римлян – варвар, для иудеев – необрезанный, для мусульман – кафир, то есть неверный и так далее. Но и своих обращали в крепостных. Любопытно, что институт долгового рабства всегда считался аморальным и встречал сопротивление, которое возглавляли законодатели. В Афинах – Солон, в Древнем Израиле – автор Второзакония и тому подобное. Тогда как обращение в рабство иноплеменников считалось естественным даже у тлинкитов и алеутов, охотников на морского зверя. В этом промысле рабский труд неприменим, поэтому рабынь использовали как домашнюю прислугу, а рабов убивали при обряде инициации. Вспомним, что мессенские илоты возмущались не тем, что их грабили и убивали, а тем, что это делали такие же дворяне-спартанцы, тоже потомки Гераклидов. Это шокировало эллинов, хотя все они были заядлые рабовладельцы и работорговцы. В классической стране рабовладельческой формации, древней Элладе, победители в межплеменных войнах не лишали побежденных личной свободы, а облагали их налогом. Так предки фессалийцев, пришедшие на эту равнину с отрогов Пинда, называли покорившихся им эллинов пенестами, бедняками. Это, без сомнения, социальное явление, как и феодальное закабаление провинций, развалившейся Римской империи в V веке колоннад. При взрослении этноса нравы ужесточались. В 435 году до нашей эры киркирцы, взяв Эпидамн, Коринфскую колонию, продали в рабство тех пленных, которые были не из Коринфа, как сами керкирцы. Сноска. Вебер. Всеобщая история. Второе издание в 15 томах, том 2. Москва, 1894 год. Страница 597. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. То же произошло в 413 году до нашей эры, когда сиракузяне бросили пленных афинян в каменоломни и очень мало поили, а неумерших от жажды неафинян продали в рабство. В противниках стали видеть врагов. Страница 657. Римляне были последовательнее. Когда легионы Веспасиана в 69 году взяли Кремону, они убили всех жителей, потому что их нельзя было продать в рабство, так как те были римскими гражданами. Том 4, страница 224. Здесь тоже социальное явление, и отличие его от арабской, португальской и англо-французской работорговли очевидно.
Впрочем, если изменить исходную точку отсчета, то можно считать коренное население страны за составную часть ландшафта, которую этнос-паразит эксплуатирует наряду с животными, растениями и ценными минералами. Но такая точка зрения вряд ли может быть принята кем-либо, кроме лиц, в оной эксплуатации заинтересованных, а к тому же она постоянно опровергается историей. Хотя институт рабства постоянно наблюдается, отдельные ситуации этнического паразитизма редко бывали устойчивы и долговечны, но часто воспроизводились заново. Таким образом, даже наличие исключительных этносов, как будто не связанных с природой, не подрывает основного тезиса о связи этноса с ландшафтом, тем более что пассивные восприятия, например, климатических условий, эпидемий или характера пищи для этносов-паразитов такие же, как и для этносов, имеющих дело непосредственно с природой своего региона. Поэтому для создания единого этноса на всей планете нужно уничтожить зональность, циклонические движения атмосферы, разницу между лесом и степью и уж, конечно, горы и долины. Но, к счастью, это невозможно. Межэтнические коллизии нельзя относить ни к биологическим, ни к исключительно социальным категориям, тогда как предложенное нами объяснение вытекает из уже описанного нами явления пассионарности как модуса биохимической энергии живого вещества биосферы. Возможны 4 варианта этнических контактов на уровне суперэтноса, и ясно, что определяющим фактором является степень пассионарного напряжения контактирующих этносов. Если мы наблюдаем сочетание персистента, где пассионарность невелика, с пассионарно напряженным этносом, то наиболее вероятна ассимиляция или вытеснение слабого этноса. Если сосуществуют 2 или более слабопассионарных этноса, то они находят модус вивенди и не подавляют друг друга. Если они сильно, но равно пассионарны, то происходит метисация, причем наложение ритмов деформирует стереотип поведения и делает его выгодным для индивида в ущерб коллективу. Обычно такие коллективы подвержены аннигиляции, ибо каждый стремится жить за счет других. Но если при наличии метисации происходит пассионарный толчок, то повышенная лабильность мутировавших популяций позволяет возникнуть новому стереотипу поведения, новой структуре и, следовательно, новым вариантам общественно-политических институтов, иными словами, новому этносу. Этот процесс можно сравнить, с одной стороны, с химической реакцией, начинающейся лишь в присутствии катализатора и при достаточно высокой температуре, а с другой — с творческим процессом в психологии, возникающим в сфере эмоций, подсознания. Отсюда вытекает, что этническая, отнюдь не расовая метисация не может быть расценена однозначно. При одних обстоятельствах места и времени она губит этнические субстраты, при других деформирует, при третьих преображает в новый этнос, но она никогда не проходит бесследно. Вот почему небрежение этнологии, будь то в масштабах государства, родового союза или моногамной семьи, следует квалифицировать как легкомыслие, преступное по отношению к потомкам. Глава 28. Природа пассионарности. Учение Вернадского о биосфере. Поставив вопрос об энергетической сущности этногенеза, мы должны показать, какая форма энергии создает эти процессы.
Но для этого необходимо отрешиться от некоторых обывательских представлений и заменить их научными. Вместо привычного отношения к себе, как к независимому организму, пусть даже постоянно взаимодействующему с другими организмами, мы должны выразить живые организмы как нечто целое и единое, ибо все они являются функцией биосферы и огромной геологической силой, ее определяющей. Сноска. Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва. 1965 год. К соответствующим параграфам этого труда даются ссылки в тексте. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Организмы, населяющие Землю, не только совокупность индивидуальностей, но и живое вещество, которое связано с окружающей средой биогенным током атомов, своим дыханием, питанием и размножением. Параграф 33. Биосфера, согласно учению Вернадского, это не только пленка живого вещества на поверхности планеты, но и все продукты ее жизнедеятельности за геологическое время. Почвы, осадочные и метаморфические породы, свободный кислород воздуха. Мы ходим по трупам наших предков, мы дышим жизнью тех, кто давным-давно умер, и мы сами войдем в эту стихию, чтобы нами дышали наши потомки. Все живое представляет непрерывно изменяющуюся совокупность организмов, между собою связанных и подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие. Чем более длительно существование, если нет никаких равноценных явлений, действующих в противоположную сторону, тем ближе к нулю будет свободная энергия. Для того, чтобы понять этот принцип, надо усвоить еще одно обстоятельство. Костное вещество планеты подчинено закону возрастания энтропии, а живое вещество, наоборот, обладает антиэнтропийными свойствами. И все это многообразие живого и костного связано биогенной миграцией атомов или биохимической энергией живого существа биосферы. Эта форма энергии столь же реальна и действительна, как и прочие, изученные физиками. И она, подобно им, подчиняется закону сохранения энергии, то есть может быть выражена в калориях или килограммометрах. За геологическое время наша планета обогащалась энергией, поглощая: первое – лучистую энергию Солнца, второе – атомную энергию радиоактивного распада внутри Земли, третье – космическую энергию рассеянных элементов, исходящую из нашей галактики. Сноска. Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Страница 283. Конец сноски. И эта форма энергии заставляет организмы размножаться до возможных пределов, подобно тому, как достаточно одного лепестка ряски, появившегося в пруду весной, чтобы к осени затянуло всю его поверхность до естественной границы берегов. Тот же закон предельного распространения действителен для всех живых существ биосферы, а значит и для людей. Однако сама биосфера ставит границы организмам, ее составляющим. Биосфера мозаична. Одни виды животных или растений ограничивают другие, и возникает гармония жизни, динамическое равновесие биоценозов большего или меньшего масштаба.
Климатические условия на Земле разнообразны. Они определяются зональностью, удаленностью от океанов, сменами характеристик атмосферного давления, прохождения циклонов и другими причинами. А коль скоро так, то для организмов возникает потребность в адаптациях, что ограничивает возможности распространения уже территориально. Поэтому геобиоценозы, которые можно интерпретировать как сложные системы из живых и костных элементов, устойчивы. В них идут постоянные процессы, обеспечивающие циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания, то есть конверсия биоценоза. Но ведь и люди входят в биоценозы. На преодоление постоянно возникающих трудностей уходят силы этнического сообщества, венчающего биоценоз. В спокойном состоянии оно лишено агрессивности по отношению к соседям и не способно к активному изменению природы, что способствует увеличению числа его членов за счет интенсивного размножения. Так создается этнос как система, где соподчиненность особей является условием существования. Но та же самая пассионарность толкает людей на взаимоистребление ради преобладания в системе, и тогда пассионарное напряжение уменьшается, пока не дойдет до нуля. После этого инерция движения, коренящаяся в социальных институтах и традициях, поддерживает существование системы, но она обречена и переходит в гомеостаз. Значит, все застойные этносы некогда были развивающимися, и те этносы, которые развиваются теперь, если не исчезнут, то станут стабильными когда-нибудь. Подавляющее большинство этносов, без учета их численности, обитает или обитало на определенных территориях, входя в биоценоз данного ландшафта и составляя вместе с ним своего рода замкнутую систему. Другие, развиваясь и размножаясь, распространяются за пределы своего биохора, но это расширение оканчивается тем, что они превращаются в этносы первого типа на вновь освоенной, но стабилизированной области приспособления. Наблюдается полная аналогия с космическими процессами термодинамики. В замкнутой системе энтропия непрерывно увеличивается. Следовательно, организм или система организмов, этнос, должен систематически удалять накапливающуюся энтропию. Поэтому живое вещество должно постоянно обмениваться с окружающей средой энергией и энтропией. Этот обмен регулируется управляющими системами, использующими для этого запасы информации. Совершенно невероятно, чтобы запасы информации возникали в организме или системе самопроизвольно, следовательно, они передаются по наследству. Сноска. Спиридонов. На переднем крае космической науки. Природа. 1966 год. Номер 8. Страница 112. Конец сноски. Как было показано ранее, отмеченная физиками передача информации по наследству на языке историков называется традицией, а на языке биологов – сигнальной наследственностью. Исходя из всего, что было отмечено ранее, этногенез – это процесс энергетический, а пассионарность – это эффект той формы энергии, которая питает этногенез. Мутации – пассионарные толчки. Но спокойные состояния геобиоценозов не вечны. Они прерываются спазмами странной активности, губительной для ее носителей. Кузнечики, мирно скачущие по лугу, внезапно превращаются в саранчу, которая летит навстречу гибели, уничтожая все на своем пути.
Тропические муравьи покидают свои благоустроенные жилища и движутся, истребляя все, что находят, для того, чтобы погибнуть по дороге. Лемминги проходят сотни верст, чтобы броситься в волны океана. Микроорганизмы и те поступают так же, порождая губительные эпидемии. Как объяснить эти странные явления? Видимо, нам следует снова обратиться к трудам Вернадского по биогеохимии. Первый биогеохимический принцип гласит: биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению. Все живое вещество планеты является источником свободной энергии, может производить работу. Параграф 206. Разумеется, в физическом смысле, а под свободной энергией Вернадский понимает энергию живого вещества, которая проявляется в сторону, обратную энтропии. Ибо действием живого вещества создается развитие свободной энергии, способной производить работу. Параграф 206. Следовательно, наша планета получает из космоса больше энергии, нежели необходимо для поддержания равновесия биосферы, что ведет к эксцессам, порождающим среди животных явления, подобные описанным ранее, а среди людей – пассионарные толчки или взрывы этногенеза. Обязательным условием возникновения и течения процесса этногенеза, вплоть до затухания его, после чего этнос превращается в реликт, является пассионарность, то есть способность к целенаправленным сверхнапряжениям. Объяснить ее мы пока можем, лишь приняв гипотезу, то есть суждение, объясняющее отмеченные факты, но не исключающее возможности появления других объяснений. Пассионарность – это врожденная способность организма абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы. У людей эта способность колеблется настолько сильно, что иногда ее импульсы ломают инстинкт самосохранения, как индивидуального, так и видового, вследствие чего некоторые люди, по нашей терминологии, пассионарии, совершают и не могут не совершать поступки, ведущие к изменению их окружения. Это изменение касается в равной степени природной среды и отношений внутри человеческих сообществ, то есть этносов. Следовательно, пассионарность имеет энергетическую природу, а психика особи лишь трансформирует на своем уровне импульсы, стимулирующие повышенную активность носителей пассионарности, создающей и разрушающей ландшафты, народы и культуры. Наше утверждение отнюдь не парадоксально. Оно опирается на бесспорное положение физиологии. Еще Сеченов определил роль среды как физиологического фактора. Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него. Сноска. Сеченов, Павлов, Введенский. Физиология нервной системы. Под редакцией академика Быкова. Москва, 1952 год. Страница 142. Конец сноски. А если так, то не может быть исключен из рассмотрения и энергетический баланс среды. Разумеется, необходимую для жизнедеятельности энергию организм получает не только путем питания, которое поддерживает температуру тела и восстанавливает отмирающие клетки. Ведь и дыхание, то есть окислительные процессы в легких, не менее необходимо для жизни организма. То же самое следует сказать про взаимодействие с другими формами энергии – электрической, ионизация покровов, световой, радиационной, гравитационной. Все они по-разному влияют на организм, но без любой из них жить нельзя. Поэтому механизм
переработки энергии внешней среды в энергию организма – это предмет физиологии. Для этнологии важно другое. Почему у человека, в отличие от животных, колебания степени активности столь велики? Тут можно предложить две равноправных гипотезы. Либо пассионарная особь захватывает больше энергии, нежели нормальная, либо она при равном захвате направляет энергию концентрированно, разумеется, бессознательно, на достижение той или иной цели. В обоих случаях результат будет тот же. Высшая нервная деятельность особи будет более активной, нежели это характерно для нормальной, свойственной виду как таковому. Таким образом, если социальные условия определяют направленность поступков человека, то энергетическое их напряжение зависит от состояния организма, в том числе генетически обусловленных признаков. Здесь мы соприкасаемся с некоторыми явлениями биологии, возникновением нового признака, появившегося внезапно не вследствие смешения. Это значит, что взрыву пассионарности или пассионарному толчку сопутствует мутагенный сдвиг, порождающий разнообразные отклонения от нормы. Однако большая часть физических и психических уродов гибнет без последствий. Пассионарность же, являясь также продуктом мутации, в этом смысле исключение. Рогинский и Левин, отмечая малую пластичность расовых признаков сравнительно с нерасовыми, тем не менее указывают на наличие даже расовых соматических изменений, возникших помимо метисации за исторический период. Сноска. Рогинский, Левин. Основы антропологии. Москва. 1955 год. Страницы 465-468. Конец сноски. Изменения признаков идут либо вследствие адаптации к новым условиям, либо вследствие мутаций. В последнем случае полезный признак сохраняется, а вредный удаляется естественным отбором. Пассионарность – признак нерасовый и вредный, если не сказать губительный для самого носителя и для его близких. И вот почему. Если войны происходят за пределами страны, то пассионарии отправляются в далекие походы, покидая свои семьи, хозяйство которых приходит в упадок. Так было в Испании в XVI веке, когда конкистадоры сражались в Анауаке, Перу, на Филиппинах, а регулярные войска в Нидерландах и во Франции. Нехватка умелых работников ощущалась столь остро, что даже гвозди для строительства кораблей приходилось закупать в Нидерландах и Германии. А ведь за 100 лет до того толедская броня считалась лучшей в Европе. Но это еще не самое плохое. При пассионарных перегревах часто возникают кровавые усобицы, жертвами которых становятся не только соперники, но и их семьи. Таковы войны гвельфов и гибеллинов в Европе и эпоха войны царств 403-221 годы до нашей эры в Китае. Сноска. Гумилев. Троецарствие в Китае. Выпуск 5. Ленинград, 1968 год. Конец сноски. В этих и аналогичных войнах уцелели не те, кто воевал, а те, кто умел искусно прятаться. Однако особенности пассионарности как признака состоят, кроме прочего, в том, что она задерживается в популяции благодаря наличию так называемых незаконных детей, наследующих биологические, а не социальные особенности родителей. Наличие же системных связей, как жестких социальных, так и корпускулярных, этнических, повышает значение признака для системы в целом, будь то социальный организм или суперэтнос.
Сноска. Семенов. Категория «Социальный организм» и ее значение для исторической науки. Вопросы истории. 1966 год. Номер 8. Конец сноски. Ведь степень воздействия на природную среду и этническое окружение зависит не только от уровня техники, но и от пассионарной напряженности этноса как целостности, проходящей ту или иную фазу этногенеза. Но мало того, Дебец и Чебоксаровы указывают, что мутации охватывают не всю ойкумену, а определенные географические регионы. Сноска. Дебец о некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. Советская этнография. 1961 год. Номер 2. Чебоксаров. Н.Н. Чебоксарова, И.А. Народы, расы, культуры. Москва, 1971 год, страница 121. Конец сноски. Наши предки имели коричневую кожу, черные волосы, карие глаза, а блондины со светлыми глазами появились путем мутаций, сосредоточившихся главным образом в Северной Европе у берегов Балтийского и Северного морей. Но разве эта мутация отличается от пассионарных толчков чем-либо, кроме того, что они возникают несколько чаще? Можно было бы запросто отмахнуться от ответа на вопрос о происхождении мутаций и причине мутагенеза. Сами биологи на этот вопрос ответа не дают, справедливо ссылаясь на то, что данные, получаемые ими в эксперименте, то есть артефакт, и механическое перенесение закономерностей, прослеженных в лаборатории, на то, что мы видим в природе, не оправданы. Но наша наука, этнология, располагает абсолютной хронологией, а с помощью такого инструмента можно достичь некоторых полезных результатов. Поскольку мы приравняли пассионарный толчок к микромутации, то, исследуя историческим путем даты и ареалы толчков, мы можем обогатить биологию данными, которые биологи смогут интерпретировать со своих позиций. Ранее было наглядно показано, что биологические микромутации, а на языке этнологии образование суперэтносов, связанное с пассионарными толчками, всегда захватывает зону земной поверхности, вытянутую в меридиональном или широтном направлении под каким-либо углом к меридиану и широте. Сноска. Всего прослежено 7 пассионарных толчков после нашей эры и, судя по конечным фазам этногенеза, столько же за предшествовавшие 2000 лет. Примечание Гумилева. Конец сноски. Но какие бы ландшафтные зоны не находились на этой территории, горы, пустыни, морские заливы и тому подобное, она остается монолитной. Ландшафты и этнические субстраты обусловливают только то, что на охваченной взрывом пассионарности территории могут возникнуть 2, 3, 4 разных суперэтноса в одну и ту же эпоху. Заведомо исключен перенос признака пассионарности путем гибридизации, так как последнее непременно отразилось бы на антропологическом типе метисов. Наземные барьеры исключают также культурный обмен и заимствование путем подражания. То и другое легко было бы проследить на произведениях искусства и материальной культуры. Очевидно, мы встречаем особое явление, требующее специального описания. Напомним, что новый суперэтнос или этнос возникает из обязательного смешения нескольких этнических субстратов. Но не напоминает ли это простой электрической батареи, где для получения тока должны присутствовать цинк, медь и кислота?
Это, конечно, метафора, но ведь она иллюстрирует энергетический процесс, постепенно затухающий вследствие сопротивления среды. Но если так, то импульс тоже должен быть энергетическим, а поскольку он, по-видимому, не связан с наземными природными и социальными условиями, то происхождение его может быть только внепланетарным. Сноска. Согласно Ермолаеву, описавшему околопланетные оболочки Земли в ночное время, когда ионосфера становится тоньше, космические излучения способны достигать поверхности Земли. Вопрос о значении таких случайных ударов из космоса остается подлежащим решению. Ермолаев. О границах и структуре географического пространства. Известия ВГО, выпуск 5, 1969 год. Конец сноски. Когда рассматриваешь ареалы пассионарных взрывов, то создается впечатление, будто земной шар исполосован неким лучом, причем с одной лишь стороны, а распространение пассионарного толчка ограничивалось кривизной планеты. На месте удара появляются разнообразные мутанты, большая часть которых не жизнеспособна и исчезает в первом же поколении. Пассионарии также находятся вне нормы, но особенности пассионарности таковы, что прежде чем ее устранит естественный отбор, она оставляет след в этнической истории и в истории искусства и литературы, поскольку то и другое продукт жизнедеятельности этноса. Можно выдвинуть и другие гипотезы происхождения пассионарных взрывов или толчков, случайные флуктуации, наличие блуждающего гена, реакция на экзогенный возбудитель. Однако всему перечисленному противоречат факты. Не исключено, что и изложенная здесь гипотеза не подтвердится, но это никак не повлияет на применение концепции энергетической природы этногенеза к насущным проблемам географии и истории. Стыки ландшафтов. Вернемся к проблеме соотношения этноса с ландшафтом и ответим на вопрос, поставленный нашими читателями. Почему для возникновения нового этноса обязательно сочетание двух и более ландшафтов, двух и более этносов, двух и более социальных организмов? Что это? Ряд случайностей или закономерность? Сноска. Семевский. Взаимодействие системы человек-природа. Природа, 1970 год, номер 8. Куренной. Пассионарность и ландшафт. В этом же журнале «Природа», номер 8 за 1970 год. Конец сноски. Анализ взаимодействия этноса как самостоятельного явления с ландшафтом показал, что оба они связаны обратной зависимостью, но ни этнос не является постоянно действующим ландшафтообразующим фактором, ни ландшафт без постороннего воздействия не может быть причиной этногенеза. Соотношение же этнических и социальных закономерностей исключает даже обратную связь, потому что этносфера Земли для социального развития является только фоном, а не фактором. В отличие от закономерностей социальных, для этногенеза решающим является территориальный момент, но в каждом новом случае это новый регион, лишь бы он отвечал отмеченным ранее условиям. Образование народов полицентрично, вспышки этногенеза связаны не с культурой и бытом народов, находящихся в развитии или застое, не с их расовым составом, не с уровнем экономики и техники, а со специальными условиями пространства и времени. Сам по себе ландшафт
не порождает новых этносов, потому что они иногда не возникают на том или ином, пусть очень удобном месте целые тысячелетия. Регионы этногенеза все время меняются. То тут, то там начинается интересующий нас процесс, значит, его вызывают неназемные силы. Следовательно, мы должны искать источник этногенеза в окружении планеты Земля и снова обратиться к геобиохимии. Исходя из нашего тезиса о природе этноса как системы, порождаемой взрывом пассионарности, мы имеем право определить этнос как явление энергетическое. Так как начинающийся энергетический процесс всегда преодолевает инерцию процессов предшествовавших, то естественно, что чем меньше инерция, тем легче ее нарушить неожиданным толчком. Монотонные ландшафты с однородным этническим заполнением и объединяющие людей традицией воплощенной формы политических институтов – это массивы, которые на относительно слабые точки реагируют очень мало. Зато при сочетании ландшафтов неизбежно и сочетание разных способов хозяйства. Одни люди ловят рыбу на море, другие пасут скот в горах, третьи сеют хлеб на полях, четвертые возделывают виноградники в долинах. Даже если все они имеют одних предков, необходимость адаптироваться к различным условиям среды через несколько поколений сделает их мало похожими друг на друга. И эта несхожесть будет увеличиваться до тех пор, пока системные связи между ними не ослабнут вследствие того, что одновременно идет поступательное движение общества на основе развития производительных сил и производственных отношений, что со своей стороны неизбежно влечет обновление устаревающей общественной системы. Если же вследствие превратности исторической судьбы у данного этноса возникло 2-3 государства или племенных союза, то устойчивость системы будет еще меньше. Итак, социальные и этнические линии развития переплетены в системе. Такие системы, благодаря разделению труда и специализации, весьма продуктивны в смысле развития экономики. У них неплохая сопротивляемость этническому окружению, то есть соседям, пытающимся их завоевать, потому что привычка к взаимообмену продуктами распространяется и на взаимопомощь. Но пассионарный толчок, как правило, опрокидывает их с потрясающей легкостью. Равно благоприятствует пусковым моментам этногенеза сочетание разных культурных уровней, типов хозяйства, несходных традиций. Общим моментом тут является принцип разнообразия, который можно интерпретировать в интересующем нас аспекте. Представим себе этносферу как сочетание нескольких широких плит, соприкасающихся друг с другом. По этой конструкции наносится удар по вертикали. Естественно, разрушаются прежде всего не плиты, а контакты между ними, а затем идет цепная реакция, деформирующая сами плиты. Пример – Византия и Иран в VI-VII веках были устойчивыми системами, а пограничная область между ними, заселенная арабами, испытывала их воздействие. Пассионарный толчок перетасовал арабов так, что выделилась группа консорция сторонников Мухаммеда. За 4 поколения создался сначала этнос, а потом суперэтнос от Эбро до Памира. Так как особи нового настроя взаимодействуют друг с другом, то немедленно возникает целостность, однонастроенная эмоционально, психологически и поведенчески, в основании чего, очевидно, лежит биофизический феномен. Скорее всего, здесь мы имеем дело со своеобразным единым ритмом. Именно он воспринимается наблюдателями как нечто новое, непривычное, не свое.
Завоевание – не единственная форма этнического распространения и приобщения к своей системе иноплеменников. Известна трансплантация культуры в форме проповеди религии и как внедрение предметов быта или искусства, что изменяет систему, являющуюся объектом воздействия. Крещение славян повело к расширению этнокультурного ареала Византии. Продажа опиума и керосиновых ламп в Китае сделали его зависимым от Англии и Америки, расшатали быт, затем государственную власть и, наконец, суперэтническую систему империи Цин, что повлекло за собой не только политические и социальные перемены, но и этнические, например, ассимиляцию маньчжуров китайцами. Итак, пассионарный импульс для возникновения этногенеза обязателен, а разнообразие, наблюдаемое в действительности, определяется ландшафтными, климатическими условиями, этническим соседством, культурными традициями, а также силой самого толчка, то есть импульса. Вот почему все этносы оригинальны и неповторимы, хотя процессы этногенеза по характеру и направлению сходны. Мысли по поводу ноосферы. Как уже неоднократно отмечалось, сознательная деятельность людей играет не меньшую роль в исторических процессах, чем эмоциональная, но характер их различен принципиально. Бескорыстное стремление к истине порождает научные открытия, которые определяют возможность технических усовершенствований и тем самым создают предпосылки для роста производительных сил. Увлечение красотой формирует психику и художника, и зрителя. Жажда справедливости стимулирует социальные переустройства. Короче говоря, человеческий разум, который не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие, Вернадский, становится импульсом явления, именуемого прогрессом, и, следовательно, связан с общественной формой движения материи. Связь этих двух форм движения материи, которые соприсутствуют в каждом историческом событии, большом или малом, очевидна. Согласно Вернадскому, именно эволюция видов приводит к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, второй биохимический принцип, и, следовательно, направленное прогрессивное развитие – это явление планетарное. Трусов уточняет это положение, утверждая, что по отношению к породившему его органическому миру общество имеет не только черты преемственности, но и глубокие принципиально новые черты, которые выделяют его из всего биологического мира. Эти черты связаны прежде всего с разумом, познанием мира и социально организованным трудом. Сноска. Трусов. Понятие о ноосфере. Природа и общество. Ответственный редактор. Москва. 1968 год. Страницы 37-38. Конец сноски. Это различие заставляет его выделить из биосферы особую область – ноосферу, то есть сферу разума, продуктом которой является техника в самом широком смысле, включающем искусство, науку и литературу, как кристаллизацию деятельности разума. Но плоды рук человеческих имеют изначальное отличие от творений природы. Они выпадают из конверсии биоценозов, где идет постоянный обмен веществом и энергией, поддерживающий биоценозы как системные целостности. Человеческое творчество вырывает из природы частицы вещества и ввергает их в оковы форм. Камни превращаются в пирамиды или парфенон, шерсть — в пиджаки, металл — в сабли и танки, а эти предметы лишены саморазвития, они могут только разрушаться.
На это принципиальное различие природы и техники в широком смысле обратил внимание Колесник, указавший также, что не все создания человека таковы. Сноска. Колесник. Первое. Проблема географической среды. Вестник Ленинградского университета, 1968 год, номер 12, страницы 91-96. Второе. Еще несколько слов о географической среде. Известия ВГО, 1966 год, номер 3, страницы 247-250. Конец сноски. Поле пшеницы, арык, стадо коров или домашняя кошка остаются в составе географической среды, несмотря на воздействие человека. Итак, антропосфера занимает промежуточное положение между мертвой техносферой и живой природой. Но коль скоро так, то они находятся в оппозиции. И тут уместно ввести поправку Ефремова к оценке ноосферы, которую он назвал социосферой. Так ли уж разумна сфера разума? Ведь ее развитие ведет к замене живых процессов, обогативших нашу планету запасами конденсированной энергии, укрытой в почвах и осадочных породах, в каменном угле и нефти. Былая жизнь микроорганизмов подарила нам кислородную атмосферу и озоновый слой, спасающий нас от убийственных космических излучений. Растения, покрывающие Землю, — это фабрики фотосинтеза, перерабатывающие свет в живую материю. Животные, наши меньшие братья, регулируют биоценозы и сообщают им устойчивость. Сноска. Ефремов. Ландшафтная среда нашей планеты. Природа. 1966 год. Номер 8. Конец сноски. А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремневые отщепы и случайно оброненные скребки до рубила. От неолита мусорные кучи на местах поселений. Античность подарила нам развалины городов, а средневековье — руины замков. Даже тогда, когда древние сооружения доживали до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, разрушающиеся относительно медленно, и вряд ли в наше время найдется человек, который предпочел бы видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты — это овеществление разума. Короче говоря, как бы мы ни относились к идее существования ноосферы, полярность техники и жизни неоспорима. И тут перед нами встает задача определить соотношение пассионарности, инициирующей создание этносов, и сферы сознания, порождающего культуру и технику. Глава 29. Пассионарность и сфера сознания. Система отсчета. Если мы примем за эталон импульс врожденного инстинкта самосохранения, L, индивидуального и видового, то импульс пассионарности, P, будет иметь обратный знак. Величина импульса пассионарности, соответственно, может быть либо больше, либо меньше, либо равна импульсу инстинкта самосохранения. Следовательно, правомочно классифицировать особей на пассионариев, P больше L, гармоничных, P равно L, и субпассионариев, P меньше L. Соотношением этих групп определяется уровень пассионарного напряжения в системе, в нашем случае этносе. Вслед за пассионарным толчком оно быстро возрастает, затем наступает перегрев, после которого идет медленный плавный спад, часто с задержками.
Если построить кривую, то это будет фиксация инерционного процесса. Все величины будут положительны, в лимите практически недостижимом 0. Несомненно, подавляющее число поступков, совершаемых людьми, диктуется инстинктом самосохранения либо личного, либо видового. Последнее проявляется в стремлении к размножению и воспитанию потомства. Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которое либо не рождается, либо находится в полном пренебрежении ради иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт или инстинкт с обратным знаком. А поскольку нет и не может быть этноса, не связанного с первичным взрывом пассионарности, то она является величиной, соизмеримой для всех этносов. Следовательно, мы можем классифицировать все этносы по степени возрастания и падения пассионарного напряжения этнического поля. Наличие флуктуаций несколько осложняет этот принцип, но не слишком, потому что схема «быстрый подъем пассионарности и медленная утрата» действительно для всех известных нам этносов. Это не может быть случайностью, поэтому мы можем считать пусковой момент этногенеза подобием толчка, сообщившего этнической системе инерцию, утрачиваемую при сопротивлении среды. Как инстинктивные, так и пассионарные импульсы лежат в эмоциональной сфере. Но ведь психическая деятельность охватывает и сознание. Значит, нам следует отыскать в области сознания такое деление импульсов, которое можно было бы сопоставить с описанным ранее. Иными словами, оно должно быть разбито на разряд импульсов, направленных к сохранению жизни, и другой разряд — к принесению жизни в жертву иллюзии. Для удобства отсчета обозначим импульсы жизнеутверждающие знаком плюс, а импульсы жертвенные знаком минус. Тогда эти параметры можно развернуть в плоскостную проекцию, похожую на привычную систему декартовых координат, причем отметим, что положительные не значит хорошие или полезные, а отрицательные плохие. В физике же катионы и анионы, а в химии кислоты и щелочи не имеют качественных оценок. Вообще надо отметить, что только в общественной форме движения материи есть смысл противопоставлять прогресс застою и регрессу. Поиски осмысленной цели в дискретных процессах природы – неуместная телеология. Как горообразование ничем не лучше денудации, а зачатие и рождение такие же акты жизни организма, как смерть, так и в этнических процессах отсутствует критерий лучшего. Но это не значит, что в этногенезе нет системы движения или даже развития, просто в нем нет переда и зада. В любом колебательном движении есть только ритм и большая или меньшая напряженность, частота. Условимся о терминах. Положительным импульсом сознания будет только безудержный эгоизм, требующий для своей реализации как цели рассудка и воли. Под рассудком мы условимся понимать способность выбора реакции при условиях, это допускающих, а под волей — способность производить поступки согласно сделанному выбору. Следовательно, все тактильные и рефлекторные действия особей из этого разряда исключаются, равно как и поступки, совершенные по принуждению других людей или достаточно весомых обстоятельств. Но ведь внутреннее давление, императив либо инстинкта, либо пассионарности, также детерминирует поведение.
Значит, и его надо исключить наряду с давлением этнического поля и традиции. Для свободных или эгоистичных импульсов остается небольшая, но строго очерченная область, та, где человек несет за свои поступки моральную и юридическую ответственность. Тут мы опять сталкиваемся с невозможностью дать дефиницию, да практически она и не нужна. Коллективный опыт человечества четко отличает вынужденные поступки от преступления. Убийство при самозащите отличается от убийства с целью грабежа или мести, обольщение от изнасилования и так далее. В середине XIX века делались попытки отождествить такие поступки, но это было беспочвенное резонерство. Достаточно вспомнить скрытую литературную полемику Толстого и Достоевского. В наше время очевидно, что, сколь бы ни была разумна забота человека о себе, она не дает ему основания сознательно нарушать права соседей или коллектива. Разумному эгоизму противостоит группа импульсов с обратным вектором. Она всем хорошо известна, как, впрочем, и пассионарность, и также никогда не выделялась в единый разряд. У всех людей имеется странное влечение к истине, стремление составить о предмете адекватное представление, красоте, тому, что нравится без предвзятости, и справедливости, соответствия морали и этики. Это влечение сильно варьирует по силе импульса и всегда ограничивается постоянно действующим разумным эгоизмом, но в ряде случаев оказывается более мощным и приводит особь к гибели не менее неуклонно, чем пассионарность. Оно как бы является аналогом пассионарности в сфере сознания и, следовательно, имеет тот же знак, назовем его аттрактивность, от латинского attractio – ionis – влечение. Природа аттрактивности не ясна, как, впрочем, и природа сознания, но соотношение ее с инстинктивными импульсами самосохранения и с пассионарностью такое же, как в лодке соотношение двигателя, весла или мотора и руля. Равным образом соотносится с ними разумный эгоизм, антипод аттрактивности. Поэтому мы можем положить выделенные нами разряды импульсов на координаты подсознания, на абсциссу сознания, на ординату. Нужно ли такое сложное построение и для чего? Соотношение разрядов импульсов. В биологической природе инстинктивных импульсов можно не сомневаться. Как желание долго жить, так и тяга к воссозданию себя через потомство – биологический признак, свойственный человеку как виду. Но если так, то его величина в смысле воздействия на поступки особи должна быть стабильна. Это значит, что тяга человека к жизни – у всех людей, живущих, живших, и тех, которые будут жить, в каждом отдельном случае будет одна и та же. На первый взгляд, это противоречит наблюдаемой действительности. В самом деле, есть сколько угодно людей, не ценящих жизнь настолько, что они идут добровольно на войну. Бывают случаи самоубийства. Родители часто бросают детей на произвол судьбы, а иной раз и убивают. И это наряду с дезертирами, уклоняющимися от войны, с теми, кто ради спасения жизни терпит оскорбления, родителями, отдающими жизнь за детей, часто недостойных и неблагодарных. Огромный разброс данных. Кажется, что системы в сумме наблюдаемых явлений нет. Не напоминает ли это мнение древних о том, что тяжелые тела падают быстрее легких? Только опыт Галилея доказал, что сила тяжести одинаково действует
на пушинку и ядро, а разница в скорости падения зависит от постороннего явления – сопротивления воздушной среды. То же самое имеет место в сюжете, занимающем наше внимание. На рисунке изображен обратный импульс, пассионарность. При алгебраическом сложении его величина компенсирует величину той или иной части импульса, изображенного на положительной абсциссе, а иногда даже ее всю. Величина импульса P может быть меньше импульса инстинкта, величина, которую удобно принять за единицу, равна ему и больше него. Только в последнем случае мы называем человека пассионарием. Пример. P равно единице. Князь Андрей Болконский из сочинений графа Толстого. P меньше единицы. Чеховский интеллигент, еще меньше просто обыватель, а за ним следует босяк, субпассионарий из ранних рассказов Горького, еще ниже кретины и дегенераты. А если пассионарное напряжение выше инстинктивного, тогда точка, обозначающая пассионарный поведенческий статус особи, сместится на отрицательную ветвь абсциссы. Здесь будут находиться конкистадоры и землепроходцы, поэты и ересиархи, и, наконец, инициативные фигуры вроде Цезаря и Наполеона. Как правило, их очень немного, но их энергия позволяет им развивать активную деятельность, фиксируемую везде, где есть история. Сравнительное изучение кучности событий дает первое приближение определения величины пассионарного напряжения. Ту же последовательность мы наблюдаем в сознательных импульсах, отложенных по оси координат. Разумный эгоизм, то есть принцип «все для меня», в лимите имеет стабильную величину, но он умеряется аттрактивностью, которая либо меньше единицы, за которую мы принимаем импульс себелюбия, либо равна ей, либо меньше нее. В последнем случае мы наблюдаем жертвенных ученых, художников, бросающих карьеру ради искусства, правдолюбцев, отстаивающих справедливость с риском для жизни. Короче говоря, тип Дон Кихота в разных, так сказать, концентрациях. Значит, реальное поведение особи, которую мы имеем возможность наблюдать, складывается из двух постоянных положительных величин и двух переменных отрицательных. Следовательно, только последние определяют наблюдаемое в действительности разнообразие поведенческих категорий. Собственно говоря, все описанные импульсы подходят под принятое в психологии определение доминанты. Однако для нашей задачи необходимо выделить несколько определенных доминант и оставить без внимания прочие, например, либидо, как не имеющие для нас значения. Еще важнее установить векторность избранных доминант, что позволяет уловить их соотношение. Применим концепцию к этногенезу. Для изучения психологии отдельной особи предлагаемая точка зрения и система отсчета дают очень мало. Поскольку уровень пассионарности является врожденным признаком, присущим человеку на протяжении его жизни, то соотношение величин не меняется. Что же касается аттрактивности, то она меняется под влиянием других людей. Учителей, друзей, учеников, и, значит, ее изменчивость зависит от воздействия коллектива, а не особи. Зато при изучении этногенеза принципы предложенной концепции весьма удобны, хотя при настоящем уровне знаний и возможностей результаты могут быть выражены только в условных соотношениях. Получение числовых данных находится пока за пределами наших возможностей, но даже то, что есть, уже весьма полезно для анализа.
Мы хорошо знаем, что все этносы проходят ряд фаз, который в идеале или в схеме единообразен. Многочисленные уклонения от схемы, например, обрывы развития или смещения за счет посторонних вмешательств, легко учесть и исключить из рассмотрения основной закономерности. Столь же легко можно потом их учесть при синтезе, то есть восстановлении действительной истории народа. Отслоим случайность от закономерности. Возьмем для примера группу разных людей и допустим, что нам известны пассионарность и аттрактивность каждого из них. Тогда для каждого найдется место уже не на осях координат, а на плоскости между осями. В каждой четверти расположится категория людей особого склада, определяемого только психофизиологической конституцией. Как видно из чертежа, моральный критерий во внимание не принимается, что позволяет рассматривать предложенную классификацию как естественно-историческую, дающую возможность объективного рассмотрения предмета. Предположим, что у нас имеются данные для нанесения на систему координат не только одного момента, но, скажем, 10 с интервалами в 100 лет. Таким образом, мы получим выражение вариации пассионарного напряжения за средний период жизни этноса. Будь у нас возможность измерить величину p и выразить данную величину численно, в этом случае можно было бы просто построить кривую изменения пассионарного напряжения, а затем найти уравнение, описывающее кривую математически. Но пока приходится ограничиться феноменологическим описанием. Однако и это дает для исследования довольно много. Насыщенность интервала времени событиями всегда сопоставима с насыщенностью другого интервала. Эти соотношения наглядно выражены в подробных синхронистических таблицах, но не обращали на себя внимания историков, потому что отраженное в них явление, колебания пассионарности, не было учтено. Теперь эти таблицы обрели смысл и значение. Место пассионарности в историческом синтезе. Может показаться, что здесь уделено так много внимания описанию пассионарности, потому что автор придает последней значение решающего фактора. Но это не так. Учение пассионарности привлечено лишь для того, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся при однобоком изучении этногенеза. Не замена учения о примате социального развития в истории, а дополнение его бесспорными данными естественных наук – вот цель теоретического введения, необходимого для исторического синтеза. Сноска. Оценку предлагаемого подхода смотрите в работе «Вопросы философии», 1971 год, номер 1, страница 158, конец сноски. Теперь целесообразно показать соотношение между 4 главными группами причинных воздействий на этнические процессы. 2 из них высшего ранга, 2 подчиненные. В общем виде это будет схема, но именно схема нужна для отделения случайного от закономерного, постоянно сопрягающихся в любой из исторических и географических дисциплин, ибо и те, и другие изучают переменные величины, изменяющиеся во времени и воздействующие на этногенез. Первым и главным фактором общественного развития является рост производительных сил, вследствие чего имеет место изменение производственных отношений, а тем самым и организации общества. Этот глобальный процесс всесторонне обобщен в марксистско-ленинской теории исторического материализма. Второй фактор, определяющий не импульс, а ход процессов этногенеза – географическая среда
игнорирование роли которой Колесник правильно назвал географическим нигилизмом. Сноска. Колесник. Общие географические закономерности Земли. Москва, 1970 год. Конец сноски. Но и преувеличение значения географической среды, то есть географический детерминизм, о котором мы уже упоминали, не приводит к положительным результатам. Сноска. Исаченко. Детерминизм и индетерминизм в зарубежной географии. Вестник Ленинградского университета, 1971 год, номер 24, страницы 85-96, 1972 год, номер 6, страницы 85-95. Конец сноски. Это остроумно показал Плеханов в полемике с Лабриолой, заметив, что современных итальянцев, конец XIX века, окружает та же естественная среда, в которой жили древние римляне, а между тем, как мало похож темперамент современных нам данников Менелика на темперамент суровых покорителей Карфагена. Сноска. Плеханов о материалистическом понимании истории. Сочинение. Том 8. Страницы 254-255. Конец сноски. Можно было бы возразить, что антропогенное воздействие в течение 2300 лет изменило ландшафт Италии, но тем не менее очевидно, что не замена буковых лесов лимонными рощами и зарослями Максвиса привела итальянскую армию к поражению под Адуей. Сочетаясь, эти могучие факторы определяют лишь общее направление социально-исторических процессов, но не индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия. Сноска. Плеханов. К вопросу о роли личности в истории. Страница 298. Конец сноски. А именно такие мелочи часто ведут к созданию или разрушению консорций, иногда к сохранению или рассеиванию субэтносов, редко, но все-таки отражаются на судьбах этносов, а в исключительных случаях могут оказать воздействие и на становление суперэтноса. Примеры таких исторических зигзагов, компенсирующихся на данных отрезках истории, приведены Плехановым в цитированной работе достаточно обильно, хотя исключительно на материале истории Европы. Аналогичные данные из истории Дальнего Востока читатель обнаружит в нашей степной трилогии. Сноска. Лев Гумилев. Первое. Древние тюрки. Москва, 1967 год. Второе. Хунну. Москва, 1960 год. Третье. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Конец сноски. Таким образом, можно выделить фактор низшего ранга – логику событий, где учитываются короткие цепочки причинно-следственных связей, сами по себе закономерные, но для процесса высшего ранга являющиеся случайностями. В свою очередь, эти краткие закономерности, постоянно обрываемые в ходе истории, зависят от случайностей второй степени и так далее. Сноска. Плеханов. К вопросу о роли личности в истории. Страница 294. Конец сноски. Можно пренебречь этими вариациями при рассмотрении глобальных процессов, например, смены формаций, но для этногенеза учет их необходим. И вот тут-то всплывает роль пассионарных взрывов и флуктуаций, так относящихся к становлению биосферы, как логика событий к общественной форме движения материи.
Иными словами, пассионарность не является единственным фактором, определяющим этногенез, но он обязателен. Без пассионарности нет этногенеза. Поэтому игнорирование ее влияния дает заметную ошибку, смещающую результат. А прошла ли пуля мимо цели в 1 миллиметре или в 5 метрах, значения не имеет. Цель-то все равно не задета, поэтому продолжим описание отмеченного нами явления. До сих пор мы только описывали, пользуясь примерами из истории разных периодов, пассионарность как биологический наследственный признак. Таким образом, мы увидели, что история как наука дает возможность проследить некоторые закономерности явлений природы. Следовательно, история может быть полезна не только сама по себе, но и как вспомогательная, естественно-научная дисциплина. До сих пор она для этой цели не использовалась. Обобщение. Все приведенные наблюдения и их обобщения позволяют отметить несовпадение социальных и этнических ритмов развития. Первое – это спонтанное непрерывное движение по спирали. Второе – прерывистое, с постоянными вспышками, инерция которых затухает при сопротивлении среды. Хронологические социальные сдвиги, смены формаций и этногенетические процессы никак не совпадают. Иногда этнос, как, например, русский, переживает 2-3 формации, а иногда создается и распадается внутри одной, как, например, парфяне или тюркюты. Общественное развитие человечества прогрессивно, этносы же обречены на исчезновение. Теперь можно сделать вывод. Этногенез – инерционный процесс, где первоначальный заряд энергии, биохимической, описанной Вернадским, расходуется вследствие сопротивления среды, что ведет к гомеостазу, равновесию этноса с ландшафтным и человеческим окружением, то есть к превращению его в реликт, когда он находится в пережиточном, персистентном состоянии, лишенном творческих сил. Именно благодаря высокому накалу пассионарности происходит взаимодействие между общественной и природными формами движения материи, подобно тому, как некоторые химические реакции идут лишь при высокой температуре и в присутствии катализаторов. Импульсы пассионарности – как биохимическая энергия живого вещества, преломляясь в психике человека, создают и сохраняют этносы, исчезающие, как только слабеет пассионарное напряжение. В заключение необходимо уточнить, в какой степени предложенная нами концепция этногенеза соответствует теории диалектического и исторического материализма. Она соответствует ей полностью. Развитие общественных форм спонтанно. Смена общественно-экономических формаций – явление глобальное, несмотря на неравномерность развития в разных регионах. Движение общественной формы материи поступательно и прогрессивно, направление его – спираль. Следовательно, это философская теория об общих законах развития, и значит она на целый порядок выше, нежели антропосфера, взятая как целое, и на 2 порядка выше, чем этносфера, мозаика этносов во времени и пространстве. Иными словами, этнология – это частный случай применения диалектического материализма с учетом специфики темы и аспекта. Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, подчинены стохастическим закономерностям. Значит, чем выше порядок, тем неуклоннее воздействие закономерности на объект, и чем ниже порядок, тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы. В первом случае лимит – галактика, во втором – атом, ибо супергалактические и субатомные явления исследуются иными способами и иначе воспринимаются нашим сознанием.
а между ними лежит градация порядков явлений. И каждый порядок требует к себе внимания и специального подхода. Феномен этноса занимает в этих пределах промежуточное положение. Тип движения в этносах – колебания, развитие инерционно и дискретно, устойчивость обеспечивается системными связями, а неповторимость и творчество – эффектом биохимической энергии живого вещества, пассионарностью, преломленной психикой как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. Такова, по нашему мнению, дефиниция понятия этнос. Это элементарное понятие, не сводимое ни к социальным, ни к биологическим категориям. Этот вывод – эмпирическое обобщение историко-географических фактов. Кривая этногенеза. Во всех исторических процессах от микрокосма, жизнь одной особи, до макрокосма, развитие человека в целом, общественные и природные формы движения соприсутствуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относится к мезокосму, где лежит феномен развивающегося этноса, то есть этногенез, понимаемый нами как процесс становления этноса от момента возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза. Не лишне отметить, что такое понимание отлично от бытовавшего еще недавно в этнографии этногенез происхождения этноса, то есть момент, завершающийся появлением этнического самосознания. В географическом аспекте основой для возникновения этноса служит популяция, которая в интересующем нас сюжете может рассматриваться как группа пассионарных особей, приспособившая определенный ландшафт к своим потребностям и одновременно сама приспособившаяся к ландшафту. Но момент рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно организоваться в систему с определенным разделением функций между ее членами. В противном случае он будет просто уничтожен соседями. В целях поддержания целостности системы устанавливаются социальные институты, характер которых в каждом отдельном случае запрограммирован обстоятельствами места, географическая обусловленность и времени, стадия развития человечества. Именно потребность в самоутверждении обусловливает быстрый рост системы, территориальное расширение и усложнение внутриэтнических связей. Силы же для развития ее черпаются в пассионарности популяции как таковой. Рост системы и создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды и рассеяния свободной энергии. Даже при снижении жизнедеятельности этноса ниже оптимума социальные институты продолжают существовать, иногда переживая создавший их этнос. Так римское право прижилось в Западной Европе, хотя античный Рим и гордая Византия превратились в воспоминания. Но что можно откладывать по ординате, если на абсциссе отложено время? Очевидно, ту форму энергии, которая стимулирует процессы этногенеза, то есть пассионарность. При этом надо помнить, что максимум пассионарности, равно как и минимум ее, отнюдь не благоприятствует процветанию жизни и культуры. Пассионарный перегрев ведет к жестоким кровопролитиям как внутри системы, так и на границах ее, в регионах этнических контактов. И наоборот, при полной инертности и вялости населения какой-либо страны, когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, что всегда кратчайший путь к гибели. Пассионарность присутствует во всех этногенетических процессах, и это создает возможность этнологических сопоставлений в глобальном масштабе. Но нами не преодолена
другая трудность. Еще не найдена мера, которой можно было бы мерить пассионарность. На основании доступного нам фактического материала мы можем говорить только о подъеме или спаде, о большей или меньшей степени пассионарного напряжения, частоте событий в жизни этноса. Но во сколько раз мы не знаем. Однако это препятствие несущественно, ибо отношение порядка больше-меньше уже само по себе является достаточно конструктивным и плодотворным в естествознании для построения феноменологических теорий, а точность измерения наблюдаемых величин и формализация эмпирических наук далеко не единственный и не всегда самый удобный путь познания. Поэтому отмеченная трудность скорее не недостаток концепции, а ее особенность. В наше время школьное образование приучило читателей к двум предвзятым мнениям – вере в свидетельства и убеждению в реальности чисел натурального ряда. Оба мнения не то чтобы не верны, но не точны. Достоверность исторических источников ныне ограничена исторической критикой, принцип коей – сомнение. Натуральные числа – абстракция, ибо в природе существуют не числа, а феномены. Натуральные числа удобно применять в бухгалтерии, а не в природоведении или истории, где нет ничего принципиально равного или тождественного. Математический аппарат применяется в физике давно, но нельзя думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы. Об эти явления, как волны об скалу, разобьются математические оболочки, идеальное создание нашего разума. Сноска. Вернадский. Избранные труды по истории науки. Москва, 1981 год. Конец сноски. А Альберт Эйнштейн сказал еще более категорично: если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, то они не точны. Они точны до тех пор, пока не ссылаются на действительность. Сноска. Экономическая и социальная география. Проблемы и перспективы. Ответственный редактор Литовка. Ленинград, 1984 год. Конец сноски. Но преклонение перед математикой в начале XX века превратилось в своеобразный культ, отвлекший много сил у естественников и гуманитариев. Для определения фазы этногенеза необходимо выявить главные параметры изучаемой эпохи, на основании сочетания коих можно дать ей однозначную характеристику. Таковыми будут императив поведения, момент толчка и логика событий. Логика событий отражает вехи флуктуации биосферы, в том числе пассионарности этносистемы. Сноска. Гумилев. Биосфера и импульсы сознания. Природа. 1978 год. Номер 12. Страницы 97-105. Конец сноски. Любая этническая система иерархична, то есть суперэтнос включает в себя несколько этносов, этнос, субэтносов или консорций и так далее. Увеличение числа таксонов низшего ранга всегда связано с подъемом пассионарности и наоборот. Таким образом, сопоставление величин пассионарности не прямо, но косвенно все-таки возможно, хотя подсчет числа таксонов может быть осуществлен только методом экспертных оценок. Именно этот метод позволяет сделать обобщение тех изменений в уровне пассионарного напряжения суперэтнических систем, которые имели место в ходе различных локальных этногенезов. Графически эта зависимость представлена на рисунке. По оси абсцисс
На рисунке отложено время в годах, где исходная точка кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в 3 шкалах. Первая в качественных характеристиках от уровня P-2, неспособность удовлетворить вожделение, до уровня P6, жертвенность. Второе в шкале количество субэтносов, подсистем этноса, индексы n+1, n+3 и так далее, где n – число субэтносов в этносе, не затронутом толчком и находящимся в гомеостазе. Сноска. Иванов. Механизм этногенеза. Инструмент исследователя этнокультуры. Проблема изучения и охраны памятников культуры Казахстана. Ответственный редактор Сулейманов. Москва. 1983 год. Страницы 79-80. Конец сноски. Третье. В шкале частота событий этнической истории. Событие в нашем понимании, совпадающим с трактовкой, впервые предложенной Ивановым, процесс разрыва этнических связей. В зависимости от таксономического ранга этнической системы, конвиксия или консорция, субэтнос, этнос, суперэтнос, можно говорить о масштабе события. Для построения кривой пассионарного напряжения мы выделяем события этнического масштаба, столкновение двух или более субэтносов. Пунктирной кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе. Названия фаз этногенеза соответствуют отрезкам, отложенным по шкале времени. Эта кривая есть обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных суперэтносов, возникших вследствие различных толчков. Для каждого толчка качественные характеристики уровня пассионарного напряжения одинаковы, и изменяются они в указанной последовательности от неспособности удовлетворять вожделение до жертвенности. Однако эти характеристики следует рассматривать как некую усредненную физиономию этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но статистически господствует тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения. Непривычная по виду кривая проявление пассионарности равно не похожа ни на линию прогресса производительных сил, экспоненту, ни на синусоиду, где ритмично сменяются подъемы и спады, повторяясь как времена года, ни на симметричную циклоиду биологического развития. Предложенная нами кривая асимметрична, дискретна и анизотропна по ходу времени. Она хорошо известна кибернетикам, как кривая, описывающая сгорание костра, взрыв порохового склада и увядание листа. Ограничимся первым примером. Костер вспыхнул с одного края. Пламя охватывает сучья кругом и быстро поглощает кислород внутри костра. Температура падает, и окружающий кислород воздуха врывается внутрь поленницы, заставляя дрова вновь вспыхнуть. После нескольких вспышек остаются угольки, медленно остывающие и превращающиеся в пепел. Для повторения процесса нужен новый хворост и новая вспышка пламени. Также, если толкнуть шар, он сначала движется ускоренно, за счет силы толчка, затем теряет инерцию от сопротивления среды и останавливается, точнее, приходит в состояние равновесия со средой, что называется в механике покоем. Процессы этногенезов, как и ранее описанные, вызываются взрывами или толчками, внешними по отношению к антропосфере, которая из-за этих импульсов превратилась из монолитной в мозаичную, то есть стала этносферой,
Единое человечество стало разнообразным, вечно меняющимся сочетанием особей и микропопуляций, чем-то похожих друг на друга, а чем-то разных, главным образом по стереотипам поведения. Причинами толчков могут быть только мутации, вернее, микромутации, отражающиеся на стереотипе поведения, но редко влияющие на фенотип. Как правило, мутация не затрагивает всей популяции своего ареала. Мутируют только некоторые, относительно немногочисленные особи, но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возникли новые породы, которые мы и фиксируем со временем как оригинальные этносы. Ареалы взрывов этногенеза или пассионарных толчков отнюдь не связаны с определенными регионами Земли. Сноска. Данные по географии пассионарных толчков уточнялись Ивановым в работе «Гумилев, Иванов. Этносфера и космос. Космическая антропоэкология, техника и методы исследований. Материалы Второго Всесоюзного совещания по космической антропоэкологии. Ленинград, 1984 год. Конец сноски. На рисунке римской цифрой обозначен порядковый номер толчка. Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка. Далее для каждого этноса приводится его историческое или условное название, а затем в скобках название географической или этнокультурной области его появления, соответствующие точке на карте. В некоторых случаях дается краткая характеристика или важнейшие события фазы подъема. После номера в скобках указана дата толчка. Римская первая. XVIII век до нашей эры. Первое. Египтяне 2. Верхний Египет. Крушение Древнего Царства. Завоевание гиксосами Египта в XVII веке до нашей эры. Новое царство. Столица в Фивах. 1580 год до нашей эры. Смена религии. Культ Азириса, прекращение строительства пирамид, агрессия в Нумибию и Азию. Второе. Арабская цифра. Гиксосы, Иордания, Северная Аравия. Третье. Арабская цифра. Хетты, Восточная Анатолия. Образование хеттов из нескольких хатто-хуритских племен. Возвышение Хаттуссы, расширение на Малую Азию, взятие Вавилона. Второе. Римская цифра. XI век до нашей эры. Первая арабская. Джоуз-Цзы, Северный Китай, Шэньси. Завоевание княжеством Джоу империи Шан-Инь. Появление культа неба. Прекращение человеческих жертвоприношений. Расширение ареала до моря на восток. Янцзы на юге, пустыни на севере. Второе. Арабская цифра. Скифы. Центральная Азия. Третье. Арабская. Кушиты. Большая излучина Нила. Формирование и становление Напатского царства в X-VIII веках до нашей эры. Возвышение Напаты и объединение египетско-кушитского государства. Третье римское. VIII век до нашей эры. Римляне. Центральная Италия.
появление на месте разнообразного италийского, латино-сабино-этрусского населения римской общины войска, последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием республики в 510 году до нашей эры, смена культа, организация войска и политической системы, появление латинского алфавита. Второе, арабское. Сомниты, Италия. Третье, эквы, Италия. Четвертое, галлы, Южная Франция. Пятое, эллины, Средняя Греция. Упадок критомикенской культуры в XI-IX веках до нашей эры, забвение письменности, образование дарийских государств Пелопоннеса, VIII век до нашей эры, колонизация эллинами Средиземноморья, появление греческого алфавита, реорганизация пантеона богов, законодательство, полисный образ жизни. Шестое, лидийцы. Седьмое, киликийцы, Малая Азия. Девятое, персы, Персида, образование медян и персов, Дейок и Ахемен, основатели династий, расширение Мидии, раздел Ассирии, возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием царства ахеменидов на Ближнем Востоке, смена религии, культ огня, маги. Четвертое. Римское. III век до нашей эры. Первое. Сарматы, Казахстан. Вторжение в европейскую Скифию, истребление скифов, появление тяжелой конницы рыцарского типа, завоевание Ирана парфянами, появление сословий. Второе. Арабское. Кушаны, сагдийцы, Средняя Азия. Третье. Хунны, Южная Монголия. Сложение хунского родоплеменного союза, столкновение с Китаем. Четвертое, арабское, Сяньби. Пятое, Пуйо. Шестое, Когурё, Южная Маньчжурия, Северная Корея. Возвышение и падение древнего корейского государства Чосон, III-II века до нашей эры. Образование на месте смешанного тунгуса-маньчжура корейско-китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когурё, Силла, Пекче. Пятое. Римское. I век нашей эры. Первое. Арабское. Готы, Южная Швеция, переселение готов от Балтийского моря к Черному, II век. Широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства, создание готской империи в Восточной Европе. Второе. Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. Третье. Даки. Современная Румыния. Четвертое. Христиане. Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института церкви. Расширение за пределы Римской империи. Пятое, арабская цифра. Иудеи 2. Иудея. Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда. Война с Римом. Широкая эмиграция за пределы Иудеи. Шестое. Аксумиты, Абиссиния. Возвышение Аксума. Широкая экспансия в Аравию, Нубию. Выход к Красному морю. Позже, IV век, принятие христианства. Шестое. Римское. VI век нашей эры. Первое. Арабская цифра. Арабы-мусульмане. Центральная Аравия. Объединение племен Аравийского полуострова. Смена религии. Ислам. Расширение до Испании и Памира. Второе. Раджпуты. Долина Инда. Низвержение империи Гупта. Уничтожение буддийской общины в Индии, усложнение кастовой системы при политической раздробленности, создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм Брахма, Шива, Вишну.
Третье. Боты, Южный Тибет. Монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов. Расширение в Центральную Азию и Китай. Четвертое. Табгачи. Пятое. Китайцы-2. Северный Китай, Шэньси, Шаньдун. На месте почти вымершего населения Северного Китая появились два новых этноса – китайско-тюркский табгачи и средневековый китайский, выросший из группы гуаньдун. Табгачи создали империю Тан, объединив весь Китай и Центральную Азию, распространение буддизма, индийских и тюркских нравов, оппозиция китайских шовинистов, гибель династии. Шестое. Арабские цифры. Корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла, Пекче, Когурё. Сопротивление танской агрессии. Объединение Кореи под властью Силла. Усвоение конфуцианской морали. Интенсивное распространение буддизма. Формирование единого языка. Седьмое. Ямато. Японцы. Переворот Тайка. Возникновение централизованного государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской морали как государственной этики. Широкое распространение буддизма. Экспансия на север. Прекращение строительства курганов. Седьмое. Римское. 8 век нашей эры. Первое. Арабские цифры. Испанцы. Астурия. Начало реконкисты. Образование королевства. Астурия, Наварра, Леон и графство Португалия на базе смешения испано-римлян, готов, аланов, лузитан и других. Второе. Франки, французы. Третье. Саксы, немцы. Раскол империи Карла Великого на национально-феодальные государства. Отражение викингов, арабов, венгров и славян. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. Четвертое. Скандинавы, Южная Норвегия, Северная Дания. Начало движения викингов. Появление поэзии и рунической письменности. Оттеснение лопарей в тундру. 8. Римское. 11 век нашей эры. Первое. Арабские цифры. Монголы. Монголия. Появление людей длинной воли. Объединение племен в народ войска. Создание законодательства. Ясы и письменности. Расширение улуса от Желтого до Черного моря. Второе. Джурджени, Маньчжурия. Образование империи Цзинь полукитайского типа. Агрессия на юг, завоевание Северного Китая. 9. Римское. 13 век нашей эры. Первое. Арабские цифры. Литовцы. Создание жесткой княжеской власти. Расширение княжества литовского от Балтийского до Черного моря. Принятие христианства. Слияние с Польшей. Второе. Великороссы. Исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами, кроме Новгорода, возвышение Московского княжества, рост служилого сословия, широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы. Третье. Турки-османы, Запад Малой Азии, консолидация османским бейликом активного мусульманского населения Ближнего Востока, пленных славянских детей, янычары, и морских бродяг Средиземноморья, флот, султанат военного типа, оттоманская порта, завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки до Марокко. Четвертое. Арабские цифры. Эфиопы, Амхара, Шоа в Эфиопии, исчезновение древнего Аксума, переворот Соломонидов, экспансия эфиопского православия, возвышение и расширение царства Абиссиния в Восточной Африке. Зоны пассионарных толчков – это узкие полосы шириной около 300 километров при широтном направлении и несколько больше при меридиальном, примерно на полокружности планеты.
Они похожи на геодезические линии. Сноска. Автор выражает глубокую признательность Иванову за помощь в подготовке рисунков 5 и 6 и описаний к ним. Конец сноски. Возникают толчки редко, 2 или 3 за 1000 лет, и почти никогда не проходят по одному и тому же месту. Так, за 1000 лет до нашей эры отчетливо прослежены 2 толчка. В VIII веке от Аквитании через Лациум, Элладу, Киликию, Парс до Индии, и в III веке по степям современной Монголии и Казахстана. Как мы уже говорили, один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности и, как следствие, несколько суперэтносов, если его зона перекрывает разнообразные физико-географические регионы. Так толчок VI века нашей эры задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и Среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносы-ровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотипы и культуру. Соседи их — Византия, Иран, Великая Степь, айны — были старше. В XII веке появились джурджени и монголы. Они были моложе всех. Западная Европа, лежавшая в развалинах после великого переселения народов, обновилась в IX веке, а восточная — в XIV. Именно поэтому Россия и Литва не отсталые по сравнению с Францией и Германией, а более молодые этносы. Впрочем, Россию правильнее называть суперэтносом, ибо Москва объединила вокруг себя много этносов, не прибегая к завоеванию. Представленную на рисунке 4 кривую можно в случае надобности применить к консорции, конвиксии, субэтносу и этносу, соответственно, меняя масштаб времени, учитывая при этом влияние этнических контактов. На суперэтническом уровне при синхронизации этногенезов мы увидим динамику этнокультурных систем и их контакты, которые бывают и кровавыми, и мирными, экономическими, идеологическими и эстетическими. В разных исторических коллизиях, климатических вариациях и на фоне спадов или подъемов пассионарности результаты столкновения бывают различны. Эти контакты и есть предмет этнической истории. Ясно, что относительная длительность разных фаз этногенеза различна. Вся фаза подъема длится примерно 300 лет. Процесс роста идет весьма интенсивно, примерно такова по длительности и акматическая фаза. Именно в этом периоде складывается комплексное своеобразие этноса, заканчивается его экспансия и создаются условия для формирования суперэтнических культурных образований. Надлом длится меньше и занимает по времени от 150 до 200 лет. Особенно сильно варьируют по своей длительности фазы инерции и обскурации. Это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов. Наконец, продолжительность фазы гомеостаза, в которой существуют исторические реликты, уже целиком зависит от историко-географических особенностей территории, вместившей остаток разбитого этноса. Если эти условия благоприятны, он становится изолятом и существует неопределенно долго, то есть до тех пор, пока на его землю не позарятся соседи.
Таким образом, весь цикл этногенеза занимает от момента оформления этносоциальной системы до превращения этноса в реликт около 1200 лет, конечно, при отсутствии внешнего смещения, которое может нарушить процесс этногенеза в любой фазе. История и этнология. Схема этногенеза наглядна и облегчает изучение этнической истории, но только как вспомогательный мнемонический прием. Она относится к историческому повествованию как каталог библиотеки к содержанию книгохранилища или старый план Москвы к нынешнему городу, где сохранены переулки, но заменены дома. Жить-то приходится не в плане, а в городе, хотя наличие плана весьма помогает передвигаться по измененным до неузнаваемости улицам. В отличие от науки об этногенезе, этническая история – полифакторное явление. В ней участвуют наряду с географическими и биологическими, социально-политические, историко-психологические и культурологические факторы, как соучастники многообразных фрагментарных процессов. Исключительное значение пассионарности заключается лишь в том, что она мера потенциальных возможностей конкурирующих этнических систем и потому определяет расстановку сил в данную эпоху, хотя и не детерминирует исхода событий. Но достоинство этнологии, как науки о биосферном феномене этносе, состоит в том, что она позволяет множество приводящих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи в элементарные. Ее методика относится к традиционной исторической методике, как алгебра к арифметике. Она менее трудоемка, а значит позволяет при равной затрате сил охватить больший регион и более длинную эпоху, что в свою очередь дает возможность внести ряд уточнений путем сопоставления далеких фактов, на первый взгляд не связанных друг с другом. Более того, так же, как алгебраическая формула может быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть проверены традиционными методами исторической науки. Но этнология отнюдь не замена истории общественной, хотя и использует историю в широком смысле этого слова, историю как поиск истины. Ведь история, как двуликий Янус, гуманитарна лишь там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины. Вместе с тем, употребление этнологической методики необходимо требует сознательного отказа от аберраций дальности и близости и связанных с ними привычных представлений, распространенных настолько, что они сделались обязательными. Обыватель привык считать, что древний человек был настолько бездарнее современных жителей промышленных городов, что лишь постепенно, путем смены десятков поколений, накапливал способности и внедрял изобретения. На этом весьма зыбком основании возникло представление, разделяющееся и учеными, что время, то есть развитие в прошлом, шло медленнее, чем сейчас, и потому палеолит, например, кажется для историков единой эпохой, вроде затянувшейся эпохи Ренессанса. Это аберрация дальности, такая же, как уверенность ребенка в том, что солнце не больше кулака. Однако предки современных полинезийцев, хотя и не имели железных орудий, смогли пересечь Тихий океан на бальсовых плотах в те же сроки, что и Тур-Хейердал. Предки майя, не зная современной селекции и генетики, вывели культурный вид хлопчатника
удвоив количество его хромосом, что сделать нельзя постепенно. А североамериканские индейцы, пользуясь обсидиановыми наконечниками для стрел, приручили одичавших испанских мустангов и освоили прерии меньше, чем за 60 лет. Дилетантам кажется, что этническая история — это жизнь без начала и конца, а калейдоскоп случайностей ни в какую схему не укладывается, хотя бы уже потому, что разные наблюдатели видят разные стороны любого явления. Да, современники никогда не замечали пассионарного толчка. Все происходящее казалось им естественным, бывшим всегда. Древние римляне 300 лет не замечали, что республика сменилась империей, и лишь когда Диоклетиан изменил придворный этикет, обнаружили, что у них монархия. Таковы последствия аберрации близости, усугубляемые игнорированием параллельных процессов, например, истории ландшафта или климата. Последние вообще воспринимаются как нечто постоянное, хотя изменяются иной раз быстрее, чем политические формы власти. Но этнолог, находясь в должном отдалении от сюжета, видит смену цвета времени, даже делая поправку на плавность перехода одной эпохи в другую. Однако при этом он отходит от привычного приема пересказа источников, потому что вместо живых рассказов летописцев он получает цепочки сухих сведений о событиях. Ему предстоит обнаружить логику событий, как палеобиологу или геологу, только иных процессов и в иных временных масштабах. Но ведь это отход от методов гуманитарных наук. Допустимо ли такое нарушение канона, когда речь идет об изучении человека? Да, не только допустимо, но и необходимо. Принято думать, что гуманитарные науки — это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и костную, то есть ту, которая никогда не была живой. Но это банальное деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы, антропогенный, метаморфизированный рельеф, находятся в сфере геоморфологии науки естественной, и наоборот, география до XVI века, основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птоломея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской земле, окруженной океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, а тем самым наук по предмету изучения, неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли, мифотворчество, или наблюдение, иногда с экспериментом. То есть исследование естествознания в прямом смысле этого слова. Сноска. Гумилев. Гуманитарные и естественно-научные аспекты исторической географии. Экономическая и социальная география. Проблемы и перспективы. Страницы 42-57. Конец сноски.
При таком делении этнология, основанная на эмпирическом обобщении наблюдаемых фактов, становится частью естествознания, а роль эксперимента в ней выполняет, как и в криминалистике, экспертиза, не допускающая противоречивости свидетельств источников. Ведь и при расследовании преступления проводится сличение показаний, а не просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята. Почему же считать летописцев беспристрастными? Пока история представляла собой калейдоскоп отдельных фактов, всегда незаурядных, ибо только такие факты отмечались современниками, возможность построения эмпирического обобщения была нереальна. Единичное наблюдение не воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием. А все эти недостатки компенсируются только большим числом наблюдений, когда неизбежная ошибка становится настолько мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь, чтобы сформулировать вывод. Именно путем учета всех известных в историческое время этносов, принцип полноты, и руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом, мы и обнаружили закономерности этногенеза, свидетельствующие о рождении и умирании этносов на фоне географической среды. А ведь накопленный материал не был использован ни историками юридической школы, ни структуралистами, ибо те и другие изучали статику, а не динамику.